Уважаемые коллеги, мы приносим извинения за технический небольшой сбой. Тем не менее, мы с вами все-таки начинаем работу нашей секции. Здесь вот очно, сейчас все будет. Мы в нашей студии вот как раз пока запускали, решали технические проблемы, с коллегами обсуждали, что действительно актуальных проблем изучения истории, обучения истории в системе общего и профессионального образования в нашей современности очень много в нашей жизни. Поэтому мы вот с коллегами здесь сейчас обсуждали как раз-таки, хотелось бы высказать такой посыл, коллеги. К концу заседания нашей секции хотелось бы услышать от вас ответ на такой вопрос. Нас не слышно? Слышно нас? Слышно, да? Замечательно. Коллеги, возникла такая идея, и вот в рамках работы нашей секции, пожалуйста, подумайте, и повторюсь, в конце секции хотелось бы услышать от вас ответ. Возникла идея проведения всероссийской конференции на базе Республики Коми. Эта идея возникла после вот моего участия в всероссийской конференции учителей истории обществознания вот на прошлой неделе в Москве. Действительно, проблем очень много. И когда мы общались кулуарно с коллегами, а там было нас более 100 человек, и все говорят, причем вот сейчас смотрю на Радика Хамитовича, все говорят, проводите в Иркуте, тогда приедут все. Поэтому, Радик Хамитович, ждите нас в гости. Я вчера озвучила эту идею Галине Владимировне, сказала, да, будет интересно. Ну, если кроме шуток, то действительно коллеги готовы, хотят. И подумайте, пожалуйста, мне бы от вас хотелось услышать первое. Вообще ваше согласие, коллеги, участие в таком мероприятии, причем в рамках, опять-таки же, вот конференции, которая была на прошлой неделе, мы обсуждали еще и взаимодействие с коллегами с европейских стран, потому что действительно изучение истории России в тех странах и вообще изучение истории — это проблема не только российской системы образования, но и всеобщая. И Всемирный конгресс был, вы помните, да, первый Всемирный конгресс учителей истории. Поэтому будет ли интересно это Республике Коми, подтянем ли мы такое мероприятие совместно с вами? И второй вопрос. Как вы думаете, какую проблематику вам бы хотелось озвучить, и какая проблематика была бы интересна коллегам на уровне Российской Федерации? Свои предложения вы можете оставлять в чате, либо уже писать на адрес нашей кафедры. А сейчас, коллеги, мы начинаем работу нашей секции «Актуальные проблемы обучения истории в системе общего профессионального образования в аспекте воспитания духовно-нравственной и социально ответственной личности». И первое выступление, к сожалению, Ирина Германовна не сможет к нам подключиться, потому что она в связи с больничным. Мы передаем слово Радику Хамитовичу, который в феврале будет встречать международную конференцию историков, да, Радик Хамитович, как раз-таки с фундаментальным докладом «Специфика истории как учебного предмета в России и в мире». Радик Хамитович, подключайтесь к нам, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Да, вас. Так, по поводу конференции, все у нас как-то неожиданно все получается. Так, мы, конечно же, всех рады встретить, да, но, наверное, вопрос конференции, это с нашими учредителями, наверное, да, и с нашими организаторами. Вот. А по поводу того, выступить или нет, так я думаю, что мои коллеги, думаю, не только учителя истории из города Воркуты, но и коллеги из других муниципалитетов также примут участие. Вот. Ну а если говорить о своем выступлении, да, прошу прощения, нужно было поздороваться. Вот, я вот как-то немножечко растерялся, вот, поэтому начинаю немножечко неправильно. Прошу прощения, уважаемые участники рождественских чтений. Знаете, мое решение вот именно принять участие в данном мероприятии
оно прежде всего опиралось, наверное, от того, что уже 2 года подряд в рождественских чтениях принимают участие мои ученики. Мои учащиеся, причем принимали участие так довольно-таки успешно, занимали они, были призерами. Вот. И свое выступление я изначально выстраивал вот именно из специфики. Вы действительно говорите правильно, Наталья Николаевна, в последнее время, да, вот и говорить о нашей вчерашней встрече на региональном методическом объединении, и говорить о конференции, которая проходила. И я не могу сказать о том, что вот происходят изменения только по предмету история и обществознание. Такое ощущение, что у нас происходит полностью изменения, кардинальное изменение по многим предметам, да, и, наверное, ради этого мы и проводим все наши встречи, да, чтобы выявить не только проблемы, но и найти пути решения. И выстраивая свое выступление, да, если говорить о специфике, я немножечко переначал из заявленной темы. Почему? Потому что выступление выстраиваю еще и как участник конкурса за нравственный подвиг учителя. И являясь, опять же, призером, да, выстроил вот свое выступление как опыт работы по реализации программы воспитания. И при этом включил сюда еще и опыт преподавания, наверное, истории. Да? И если мы говорим о нравственности, о воспитании, то, наверное, скажу громко, да, как учитель истории, как учитель обществознания, а потом уже, наверное, как заместитель директора, все-таки предмет история, да, она возлагает на себя задачи как раз воспитания духовно-нравственной личности, да, которая вот обладает высокой степенью осознания себя именно гражданином России, да, и помогает выявить как раз духовные богатства, которые были накоплены человечеством за всю историю ее развития, и понять взаимосвязь каждого человека со всеобщими нравственными и духовными законами. Вот именно на уроках истории обществознания, так, по-моему, да, что-то какая-то проблема с презентацией. Да, вы в конец ушли просто. Ушел в конец. Да. Угу. Так, вот хочу переключить, и у меня переключается на последний. Так, попробую так. Так, вылетело теперь у меня. Радик Хамидович, а если сделать просто демонстрацию экрана, не демонстрацию презентации, а демонстрацию всего экрана? Вот таким образом, да? Да, и теперь просто включить презентацию, ну, можно и таким. Немножечко не эстетично, но я думаю, что видно, да? Да, все видно. Угу. И вот уроки истории обществознания позволяют развивать способность учащихся видеть и понимать окружающий мир. Ведь не просто, да, у нас начали историю изучать уже на предметах окружающего мира в начальной школе, да, что позволяет как раз ориентироваться и осознавать роль, да, вот именно свою роль в предназначении личности, уметь выбирать целевые смысловые установки для своих действий и поступков, а также принимать решения, связанные с ценностными ориентирами, что позволяет формировать у учащихся культурологическое представление и о мире, и о человечестве в целом. Как показывает сегодняшняя действительность, да, вот именно достучаться до сердец и души сегодняшнего школьника, да, это, да, дети у нас сегодня больше рационально мыслят, да, вот как раз становится все сложнее. И как раз задача исторического образования, да, вот вырастить гражданина, человека, мыслящего
и видеть не только причинно-следственную связь, да, но и чувствовать, действовать именно как личность духовная. И в процессе воспитания духовности у детей главную роль, да, после, конечно же, родителей, играет как раз личность учителя. И именно поэтому учитель должен быть высоконравственным, духовным человеком, верующим в своего ученика и любящим его. Всей своей жизнью, да, подтверждающим действия нравственных законов, любовь, доброта, милосердие. На основе главных целей образования, структурного представления, социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, да, который позволяет овладеть и социальным опытом, и получить навыки жизни, применять их в практической жизни, да, применять их в обществе, большую роль как раз играют педагоги. И именно этому отводится развитие ценностно-смысловых компетенций. Вот что такое патриотизм, что такое Родина, что такое Отечество, да, какой смысл мы вкладываем и произносим в эти слова. Как раз формирование духовности невозможно без воспитания любви к Отечеству, без знания истории своей страны, без традиций народа. Именно воспитательная работа в нашей школе традиционно занимает одно из приоритетных направлений деятельности именно всего педагогического коллектива. И прежде всего, уже опираясь на федеральный закон, а вы прекрасно знаете о том, что да, произошли изменения в федеральный закон об образовании именно 31 июля 2020 года. Как раз эти поправки о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся. И как раз в основные программы, в образовательные программы внесены некоторые коррективы, да, как раз связанные с программой воспитания. И какие же произошли коррективы, да, уже у нас формальные. Да, во-первых, новым для современной школы стал тот факт обязанности организации воспитательного процесса, на которые, да, по сути дела, с 90-х годов прошлого века не обращали особого внимания. Воспитанием в основном занимались педагоги-энтузиасты. Во-вторых, программа воспитания сейчас требует от школ организации внеурочной воспитательной деятельности, которая должна обязательно дополняться и на уроках. Между тем, как урок последнее десятилетие, да, вы прекрасно тоже понимаете, в основном ассоциировались лишь с учебным процессом. Ну и в-третьих, сам термин воспитание, да, сейчас я... Сам термин воспитания, вы видите его на слайде, да, в законе об образовании 2020 года он расширен, да, и конкретизированы цели воспитания, чтобы уточнить его вектор. Теперь в законе закреплено, что воспитание направлено также на формирование, да, у юных граждан Российской Федерации И как раз одна из основных задач работы школы – это направить деятельность всех участников образовательного процесса на формирование высших нравственных ценностей учащихся. Задача создания условий для духовно-нравственного воспитания и развития детей реализуется через не только работу администрации школы, да, образовательный процесс, а также через взаимодействие с семьей учащихся. Как раз вот то подключение, которое у нас в начале было, да, сегодня после пленарного заседания, довольно-таки бурно обсуждали как раз взаимодействие с семьей учащихся. Но, насколько я понял, это было дошкольное образование. Да, и вот в рамках преемственности мы не должны уступать детским садам, да, и работать как раз в тандеме. Ну и плюс ко всему, конечно же, это информационно-просветительская работа и воспитательные мероприятия. Стержнем духовно-нравственного развития воспитания в школе является как раз реальная база содержания образования, основанная на системно-деятельностном подходе, да, который развивает знания на всех уровнях образования.
В русском слове проявляется душа человека, его нравственность. По состоянию, да, нашего языка можно судить о состоянии нашей души. Ведь еще древние говорили, да, как говорим, так и живем, каков язык, таков и народ. Плохим словом хорошую жизнь не построишь. Педагог должен учить своих учеников воспринимать русский язык не только как систему правил и норм, но и как живой организм, да, вобравший в себя и историю, и культуру, и этические представления народа. Для достижения этих целей в процессе уроков русского языка, литературы учителя школы, да, в соответствии с федеральным государственным стандартом, ставят перед собой следующие задачи. Я не буду заострять внимание на эти задачи, вы все прекрасно знаете федеральный государственный образовательный стандарт. Да, я хотел бы просто представить именно наш опыт. Я, честно вам признаюсь, я очень люблю посещать наши уроки литературы. Мне приятно видеть, как работают дети, мне приятно видеть, как ребята читают стихи, как рассуждают и представляют, анализируют тексты. И вот, делясь опытом, да, своим, я взял некоторые выдержки из своих справок, да, после посещения уроков, и вот как раз выстроил в направлении духовно-нравственного воспитания. Ну вот, например, при посещении русского языка в 7 классе тема была развитие речи и выборочное изложение. И я увидел, как все усилия, да, направляются не только на усвоение материала, но и на создание условий для усвоения такой нравственно-этической категории, как семейный союз. Тем самым у обучающихся да, формируется умение формулировать проблемы, предлагать пути их решения. Они участвуют и сами выстраивают формулировку проблемы, выстраивают собственные точки зрения, аргументируют их. Да, и вот с воспитательной позиции, да, такой урок как раз содействует развитию умения обобщать между собой, да, полученную информацию, помогает осознавать ценности совместной деятельности. Также на этом уроке, да, я увидел, как учитель использует отрывки из повести Шолохова «Судьба человека». Да, и вот именно данное произведение, да, также помогает ребятам выстроить и понять, да, вот используя данный текст, который несет информацию и о нравственности, да, и о ценности жизни. Вот помогает ребятам осмыслить и осознать сущность любого нравственного понятия. Да? А как раз это и необходимо рассматривать не только в оттенках, да, но и в взаимосвязи с другими близкими, да, и с противоположными мыслями, да, связанные как раз с судьбами людей. При прохождении тем, да, учитель русского языка и литературы использует прием, позволяющий раскрывать сущность нравственного понятия. Так, для того, чтобы учащиеся могли понять сущность человеческих отношений, да, которые мы называем дружбой, педагоги выстраивают и рассматривают такой ряд понятий, как дружба, товарищество, приятельские отношения, помогают осознать, что они обозначают, какой смысл, да, и какие оттенки выкладывают каждое из этих понятий. Наряду с уроками русского языка в решении представленных задач помогают и уроки, конечно же, литературы. Да, вот, например, повесть Пушкина, да, это было в 8 классе, да, как раз они проходили «Капитанскую дочь». Учитель как раз использовал такой характер для рассмотрения таких нравственных понятий, как достоинство, да, то есть гордость, самоуважение, самолюбие, честь. Да, и вот сравнительный анализ данных понятий помогает ученикам как раз осознать, что позитивные человеческие качества и свойства способны перейти в свою противоположность. Да, если отсутствует чувство меры, гармония, да, с их духовными качествами.
Одно из наиболее эффективных направлений в реализации духовно-нравственного воспитания является и использование информационно-коммуникационных технологий, например, на уроке английского языка. На сегодняшний день практически все наши учащиеся владеют цифровыми компетентностями и активно используют ЭКТ как в школе, так и дома. И вот именно через интернет можно изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся, а также повысить, да, мотивацию к изучению предмета. Вот с помощью интернета ученики и учителя английского языка совершают виртуальные экскурсии по знаменитым городам и музеям Англии, просматривают фильмы или театральные постановки на языке носителя, да, то есть на иностранном языке. В это время в классе возникает атмосфера вот именно совместной познавательной деятельности. Учащиеся не только, да, которые пассивно воспринимают представленную информацию, но и с удовольствием включаются в процесс сбора, обработки, систематизации электронного материала. Успешно выполняют проекты, создают презентации на такие темы, как «Моя семья», «Школа моей мечты», «Помощь животным» и так далее. Такая работа способствует воспитанию чувства товарищества, развитию умений работать в группах, а также воспитывает у учащихся чувство толерантности и проявление уважения как друг к другу, так и к представителям других культур. На уроках физики учитель включает в свои уроки рубрику «Из истории открытия», где с помощью заранее подготовленных материалов учащиеся знакомят одноклассников с интересными моментами жизни ученых, конструкторов, которые открыли то или иное физическое явление или закон. Я наблюдал, как с интересом учащиеся слушают рассказ о Ломоносове, о его пешем путешествии в Санкт-Петербург, как восхищаются неподдельным интересом учащиеся о создании, ну, можно сказать, ядерного щита, да, созданным Курчатовым, о первых испытаниях ракет, о нобелевских лауреатах и о большой человечности и порядочности нашего современника, нобелевского лауреата Алферова, ну и многое другое. Учащиеся в этот момент испытывают гордость за страну и отечественную науку. В такие моменты на уроках физики, астрономии развивается как раз их кругозор, интерес к научно-популярным изданиям. Вот в этом учебном году, в 10 классе, прошел урок коллоквиум, да, под названием «Они прославляли Отечество и физическую науку». На уроке учащиеся подготовили сообщения, доклады, презентации об ученых-физиках. И здесь ребята не только познакомились с биографиями, но и описали различные открытия, описывали приборы, применяли их на практике, плюс ко всему понимали, да, как эти достижения повлияли на развитие народного хозяйства страны, да, как укрепляли обороноспособность. Перед осенними каникулами, как раз в конце октября, учащиеся принимали участие во всероссийском уроке астрономии, где также познакомились с чудесами галактики. И еще долго обсуждали по окончанию урока, кто же вносит большой вклад в освоение космоса в наше время. На уроках химии я побывал на уроке, и вот приведу пример. Например, когда ребятки решали задачу, связанную с малахитовой шкатулкой. Ведь что такое малахит и что такое яшма, да, это, ну, по сути дела, известные, да, поделочные материалы. Но это те камни, которые находятся, да, их месторождение находится только в России, да, и которые по богатству могли бы сравниваться с различными, да, полудрагоценными камнями. Вот. Хотя месторождение как раз находится на Урале. Да, и как раз местные мастера всегда славились своими изделиями как раз из малахита, из яшмы. Пополняли различные коллекции различных музеев мира. Ну вот таким образом
Таким образом, образование и воспитание неразрывно связаны, и воспитательные аспекты урока, да, они проникают в сердца и души детей и помогают не только разобраться с конкретными физическими явлениями, но и прочувствовать ту эпоху, то время, когда оно было открыто и изучено. Спасибо за внимание, коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. Радик Хамитович, я очень внимательно вас слушала. Коллеги, вопросы будут? Я хотела, конечно, спросить. Чуть-чуть погромче. Хотела спросить, у вас в 10-11 класс, можете сказать примерно часов, сколько отведено на историю? Громче не слышно. Коллеги уточняют, в 10 классе. Еще раз? 2 часа в неделю, история в 10-11 классе. Спасибо. 2 часа в неделю, да? Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Наверное, нет. Коллеги, Радик Хамитович, у меня вопрос такой к вам. Вы, даже много вопросов. Первое, вы говорили про пропедевтический курс в рамках начальной школы. Я так понимаю, что вы к нему положительно относитесь. Я, например, когда практикующим историком была, я говорила коллегам, не трогайте Христа ради историю, потому что ко мне пятиклассники приходили и говорили, что у них Иван Грозный Великую Отечественную войну. Действительно, да, у меня были такие моменты. То есть вы положительно относитесь к пропедевтическому курсу истории в начальной школе? Да, вы знаете, Наталья Николаевна, довольно-таки интересный вопрос. Почему? Потому что буквально пару дней назад на семинаре региональных инновационных площадок нам задали похожий вопрос, но как раз связанный с инженерно-техническим воспитанием. Образованием, прошу прощения. И как раз был вопрос связан с пропедевтикой. Вы знаете, я не против, когда это идет в разных форматах и когда ребенок действительно имеет право выбора, а не когда это навязывается ребенку. Если говорить по поводу пропедевтики, если говорить вот именно об окружающем мире и должна ли быть там история, да, действительно, она присутствует, и я действительно отношусь к этому положительно. Единственное, да, наш вчерашний разговор, да, когда мы представляли, как мы будем сейчас оценивать диагностику детей, опираясь на те знания, которые они получали еще в 4 классе. Но это уже вопрос другой, да, и того. Почему? Потому что ведь многие мероприятия, да, вот связанные с изучением и с событиями, которые происходили в нашей стране, мы еще затрагиваем и в процессе внеурочной деятельности, на классных часах, к примеру, да, где мы чаще всего встречаемся, да, вот с юбилейными событиями, да, нежели, да, и, как правило, эти события, ну, они носят такого, наверное, точечного характера, да, если мы сегодня говорим о Достоевском, которому 200 лет, да, и об этом слышно везде, да, мы не уверены, что на следующий год, да, мы будем говорить о Достоевском, и дети вспомнят о нем, да, если мы говорим о том, что 2021 год это юбилей космонавтики, да, был связан, и с юбилеем, да, юбилей тоже неправильно сказал, да, если говорим о крупных датах, это у всех мы тут же об этом забываем, и это не осмысляем. Хорошо, то есть понятно, что это должна быть комплексная работа, как на уровне, и в любом случае слово учителя и личность учителя здесь никто не заменит, я правильно понимаю, да? Да, конечно. И второй такой вопрос, вопросов еще много, но просто время у нас ограничено. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что на уроках литературы, и я буквально, ну, мы с вами все прекрасно понимаем, что у нас такие предметы, которые можно объединять и проходят красной нитью через все, да, бинарные уроки. И поэтому в этом случае вопрос. Подскажите, пожалуйста, вы говорите, что на уроках литературы поднимаются понятия, даются понятия, ценности и так далее.
И в этой связи, когда учителя литературы, русского языка, ну или любые другие предметники готовят такие уроки, обращаются ли они к терминологии обществоведческой для того, чтобы уже вот грамотно с нашей с вами точки зрения и потом давать термины? Либо же они дают ну, какие-то такие описательные, общепринятые, не знаю, ну, то есть некорректные с нашей с вами точки зрения понятия? Так, скажем, двояко. Почему? Потому что бывал тоже на разных уроках, да, и бывает, что, да, используют обществоведческие понятия, да, а бывает, когда дают общепринятые определения. Вот. Больше всего, знаете, пытаются связать их житейско-бытовыми, да, условиями, чтобы детям было понятно смысл понятия. Вот, чтобы это было близко к обществоведческим, да, определениям, не всегда такое бывает. Поняла. То есть, ну, наверное, просто мы с вами сталкиваемся и в рамках ОГЭ, и ЕГЭ, и вообще потом нам приходит, ну, не знаю, как коллеги, да, подтвердите, приходят дети, говорят, а нам там вот Марья Ивановна сказала, что вот это так-то, так-то, и вот эта неправильная формулировка, которая закладывается на уроках, на других уроках смежных, в других дисциплинах, она действительно кочует, переходит уже и нам с вами. Мораль-нравственность. Да, вот такие. Мораль-нравственность, там понимания нет уровней этих. Да, абсолютно. Да-да-да. Совесть, то есть. Брак, семья, то есть и вот эти вот моменты. Хорошо. Радик Хамидович, спасибо вам огромное за представленный опыт. И последний вопрос. Мы здесь пока подключались, опять-таки же обсуждали проблему изменения формулировок в историко-культурном стандарте и в новом в ГОС. Как вы относитесь к конкретизации этих формулировок? Ну, то есть не Киевская Русь, а Русь. Я понял вопрос, Наталья Николаевна. Мы как раз сегодня с 10 классом обсуждали. У нас тема как раз, мы закончили гражданскую войну. Вот. И как раз вот именно эти события, как раз, да, вы знаете прекрасно о том, что гражданская война у нас тоже, да, имеет различную хронологию, да, кто-то говорит, да, в различных источниках, да, приводится, что оканчивается она либо в 21 году, либо в 22 году. Да, вот последний учебник Таркунова, да, трактует о том, что гражданская война у нас заканчивается в 22 году. Вот. И если говорить об историко-культурном стандарте, как раз мы сегодня с ребятами обсуждали да, вот эту формулировку о том, что февральская революция, октябрьская революция, да, сейчас это принято называть по-новому, по новой концепции, да, что это Великая Русская революция. Да. 1914, 17 по 22. И знаете, у меня как раз у детей возникла такая, да, вот дети уже 10 класс, в принципе, уже такие взрослые, да, имеют какой-то определенный уже жизненный опыт. Да, и знаете, довольно-таки интересно, кто-то начал говорить, ну вот, опять начали переписывать историю. Да, и знаете, здесь я вот как раз, знаете, возразил. Почему? Потому что воспринял это в штыки и воспринял как, наверное, что-то личное. Почему? Потому что не стоит забывать о том, что история – это все-таки наука. Да, и наука, да, которая тоже происходят изменения. Вот вспомните, когда мы учились в школе, да, буквально на уроках астрономии, да, нам говорили о том, что у нас 9 планет. Да, астрономия. 9, да. Да, одной не видно. Да, Плутон. Да, в итоге что произошло? Когда я закончил школу, произошли изменения, выяснилось, что Плутон у нас уже не планета. Да, и вот я пытаюсь объяснить о том, что все-таки история это уже наука, и наука, которая не стоит на месте, и наука, которая развивается. Да, и такие изменения, они тоже бывают. И здесь аналогия с Великой Французской буржуазной.
Коллеги говорят о том, что здесь действительно аналогии. Аналогия с Великой Французской буржуазной революцией. И этапы идут. Мы это с ребятами обсуждали 4 года, когда ФГОС готовили. Мы готовились к конференции и как раз-таки проводили исследования. Там же они этапы дают, как французская революция. Да. Ну, тоже говорили, да, действительно о том, что февральская революция – это такой этап буржуазной революции, да, изначально. Вот действительно происходит, да, аналогия, да, согласен, с Великой Французской. Коллеги, а мне жалко терять понятие «Киевская Русь», потому что это свое родное, на этом воспитанное, на этом выращенное. И действительно переписывать, наверное, не историю, а учебники истории. Но ведь это, согласитесь, это отношение к нашей, уважение, наверное, в первую очередь. Я это рассматриваю, коллеги, ну, можете, собственно, нормально, если не разделяете эту точку зрения, но я это рассматриваю именно как уважение к нашей истории и уважение к тем событиям, которые происходили в нашей истории. Когда мы говорим «Киевская Русь», понятно, мы тут привязываемся уже конкретно и даже уже топографически, где у нас зарождается Русь, да. А теперь, когда просто там Древняя Русь или Русь, ну, некое аморфное состояние, или всю жизнь была левобережная Украина, правобережная, а теперь это земли войска Запорожского, да, то есть вот эти вот моменты действительно жалко терять, и в этой связи та работа, которая выстроена в вашей образовательной организации по воспитанию, это ведь действительно не только наша работа, с чего начал Радик Хамитович, это работа коллектива. А почему-то все говорят: ой, историки, это вот ваша, вот, ой, урок там, Нюрнбергский процесс, ой, историки проведут. Нет, действительно, не историки проведут, а именно совместными усилиями. Коллеги, если больше нет вопросов, мы отпускаем Радика Хамитовича. Спасибо большое за интересное вступление. Услышали, что вы готовы принимать участие во всероссийском или в международном форуме или конференции. Про место проведения мы тоже услышали. Радик Хамитович, спасибо. А мы сейчас, надеюсь, заснеженные уже Воркуты, да, Радик Хамитович? У вас там уже... Ой, у нас даже сугробы, что вы говорите. Заснеженной, собственно, Воркуты. Переносимся чуть южнее, в город Ухта. Людмила Петровна, подключайтесь, пожалуйста, к нам. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приношу сразу свои извинения. Первый раз работаю в программе. Я вот не вижу, у меня презентация высветилась, нет? Нет, Людмила Петровна, у вас сверху появится такая стрелочка вверх, называется «Поделиться содержимым». Нажимаете ее, и у вас там будет поделиться экран. Включаете экран. Параллельно. Да. И мы будем видеть, вот, мы видим ваш экран. И теперь вы можете внизу нажать «Демонстрация». Вот еще чуть-чуть. Что это у нас называется? Демонстрация презентации, да? Пока слайдов. Ну, у меня вот идет демонстрация, да? Мы видим вашу презентацию и так, хорошо? Хорошо, спасибо большое. Итак, добрый день, уважаемые участники рождественских чтений, коллеги. Меня зовут Кузнецова Людмила Петровна. Я работаю учителем истории обществознания в средней школе номер 20 города Ухты и представляю вашему вниманию свой опыт по формированию патриотической компетентности через урочную и внеурочную деятельность. Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-своему отражается на патриотическом воспитании. И сегодня, конечно, это чувство подвергается серьезным испытаниям. Изменилось Отечество, пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и серьезно настораживает своей неопределенностью будущее. А мы сами с вами знаем, что будущее – это дети. И во все времена именно молодежь являлась стратегическим потенциалом общества и важнейшим ресурсом. Конечно, вот в связи с этим и данная тема, она является актуальной, и именно обращение, формирование и развитие патриотизма именно у молодежи. Потому что патриотическое воспитание, оно не может быть решено без формирования у обучающихся социальной компетентности, о чем мой коллега из Воркуты говорил, да, то есть такие качества, которые позволили быть активными созидателями демократического общества и реализующего себя в нем. Патриотизм воспитывается в
процессе приобретения человеком жизненного опыта. Известный русский философ Василий Розанов говорил, что значит быть патриотом? Любить? Да. Но не только любить землю свою, но и обязательно что-то конкретное для нее делать. Мы с вами знаем, что за последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению, по развитию системы патриотического воспитания. Было реализовано 3 государственные программы, запущен проект патриотического воспитания. И вот в проекте, на мой взгляд, одним из ключевых значений цели государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий. Я считаю, что школа как раз это тот самый фундамент, необходимый для создания условий формирования патриотической компетенции. Данная задача, или я данную задачу решаю через урочную и внеурочную деятельность. И такие предметы, как и история, и обществознание, и основы духовно-нравственной культуры народов России позволяют учащимся овладевать знаниями, умениями, системой жизненных ценностей, способами деятельности, которые необходимы любому гражданину страны. Основой патриотического воспитания в школе является урок. И многие ученые и педагоги к практике сходятся во мнении, что развитие данной компетенции успешно может быть реализовано в сознании учеников при одновременном формировании триады знания, ценности и опыт деятельности, который направлен на развитие умения школьников. Но прежде всего мы говорим, это то, как должны воспитать любовь к родине, к своему народу, к уважению к историческому прошлому. И я хочу вас познакомить именно с методической стороны некоторыми приемами, некоторыми методами, которые я использую для решения данной задачи. Итак, первое – это проблемная ситуация на уроке. Данный метод использую для того, чтобы выявить существенное многообразие точек зрения учащихся на проблему, инициировать всесторонний анализ каждой из этих точек зрения. Ну и, конечно же, я считаю, что глубокий анализ и знание истории, они как раз и способствуют формированию активной гражданской позиции, которая основана на патриотизме и основана на толерантности. Второй метод – это исследовательский метод, который позволяет стимулировать и интерес к знаниям, и достигать более глубокого понимания изученного, показывает необходимость их практического применения. И результатом освоения учащимися навыков исследовательской деятельности становится развитие выпускников школы активной, нравственной и жизненной позиции. Они могут оценивать события отечественной истории на основе личностно-ценностной ориентации. И вот одним из таких исследовательских методов был проведен урок по теме «Культура» в годы Великой Отечественной войны, где дети знакомились с различными документами, да, то есть это доклады, это была статистика, воспоминания, художественная литература, изобразительные материалы. И вот то, что различные документы, они как бы погружают детей вот в эту тему, в эту среду, и дети, они начинают осознавать значимость событий прошлого. Через исследовательскую деятельность формируется и жизненные ориентиры, какими надо быть, что надо сделать на благо своей страны. Следующий метод – это метод визуализации, кроссенс, так как его называют. 9 изображений, как вы вот здесь вот видите, расставлены таким образом, что каждое изображение, оно связывает с предыдущим и последующим. А вот центральное изображение, да, то есть это изображение, которое связывает воедино практически все, остальные 8. И в этом случае задача учащихся надо объяснить кроссенс или составить рассказ
значит, посредством взаимосвязи вот таких вот картинок. Использование такого вот метода, она позволяет создать и своеобразную такую декорацию к изучению нового материала. Она помогает оживить уроки истории, да, вот образами, это могут быть и портреты исторических деятелей, произведения искусства, это изображение предметов материальной культуры. То есть своего рода это такой вот хороший способ найти связи и смыслы в истории и углубить понимание уже известных понятий и явлений. В этом случае, конечно, школьники учатся и думать, и творить, высказывать свою точку зрения, защищать ее. Ну и все это помогает школьникам самоутвердиться, а значит быть более подготовлены к будущей жизни. Следующий метод – это метод ассоциации, который помогает не только запоминать понятия, даты, события, расширить, привести примеры данной темы, которые вот используются и на уроках по обществознанию, и используются на уроках по истории, да, где мы с вами и видим, что это и какие-то исторические личности, это как раз и патриотические ценности. Далее я хотела бы вас познакомить еще с одним методом, это экспресс-дискуссии, ну, мы называем это если элемент на уроке, или мы можем говорить в целом о дебатах. Обсуждение вопросов патриотической направленности на уроке невозможно без приобретения учащимися опыта ведения диалога, дискуссии, выстраивания системы аргументов, контраргументов, отстаивания своей точки зрения. Дебаты, они тоже позволяют выработать самостоятельность оценок и нравственно-мировоззренческую позицию и поведенческие установки. Еще один метод, который я использую, но стараюсь использовать в конце урока в качестве рефлексии. То есть это формула, которая помогает учащимся кратко, всесторонне выразить собственную позицию. Почему на этапе рефлексии? Потому что вот именно здесь я могу понять, насколько ребенок понял эту тему, какую нравственную оценку он дает тому или иному событию, какие исторические факты он запомнил, как он приводит исторические факты в своем подтверждении, в своей теме. Хотела бы остановиться не только на уроке истории, но и на уроках «История Коми-края» и его раздела. То есть у нас есть такой предмет «История Коми-края», который состоит из двух разделов. Да? То есть это когда мы изучаем саму историю Коми-края и когда мы изучаем свою малую родину. Вот именно раздел «Моя малая родина», она как бы в 3 этапа изучается. Значит, первый этап – это этап «Мой дом, моя семья», потому что именно с нее начинается формирование понятия «родина», «малая родина». Ну и основная цель, конечно, это воспитание уважения к своей семье, гордости за свою семью, возрождение во многом утраченных в наши дни понятий семейная история, семейная реликвия, семейные традиции. И когда вот мы говорим о семейных реликвиях, я начинаю с себя, потому что представляю детям свою семейную реликвию, серебряная ложка, которая досталась мне по наследству от деда. Он прошел войну, и эта ложка вот в качестве трофея была у него получена при взятии Берлина. Когда вот дети показывают свои вот эти мини-проекты, тоже, я думаю, что меня историки поймут, обратите внимание еще вот на одну такую семейную реликвию. Это краткий курс истории ВКПБ 1937 года. Следующее – составление генеалогического древа. Вот в сочетании с краеведением и с историей оно ненавязчиво помогает личности осознать себя в культуре и способствует преодолению разрыва между поколениями. Это как бы своего рода ниточка, которая связывает нас с нашими предками. Еще Василий Осипович Ключевский по этому поводу заметил:
Изучая дедов, узнаем внуков. То есть, изучая предков, узнаем самих себя. Ну и при этом необходимо знать, что изучение родословной выдвигает человека совершенно на другой уровень сознания. Следующий этап изучения моей родины – это моя школа. На этом этапе происходит осознание школы как более широкого по сравнению с домом понятия «моя родина». И здесь основная, конечно, цель – это вот воспитание хозяев своего дома школы, которые любят школу, которые о ней заботятся, через творческие задания, да, например, составление гербов, через исследовательскую деятельность, то есть нахождение вот фотографий для создания виртуального музея школы, вот решая вот эту вот задачу. Да? То есть у нас школа с эстетическим уклоном строилась и работала первые годы, да? Поэтому здесь вот дети и нашли фотографии, как сама строилась школа, как проходила первая линейка в школе, а это наш эстетический блок. И третий этап изучения – это моя малая родина, мой город Ухта. Для того, чтобы содействовать воспитанию чувства любви, гордости к родному городу, к соотечественникам, мы изучаем город, мы составляем ментальные карты по городу, мы составляем задания различного плана для того, чтобы у нас как бы появилась своя рабочая тетрадь по истории города, проводятся и уроки, квесты различного плана, тем самым как бы доказывая о том, что для того, чтобы любить свой город, его необходимо знать, а чтобы узнать, изучать. Таким образом, на уроках особое значение приобретает, вернее, воспитательный аспект образовательного процесса. И самое главное, я думаю, что учителю надо стараться сделать так, чтобы впечатления от событий прошлого вошли в духовный мир ученика. Дети могут учиться уважению к достижению предшествующих поколений, преодолевают отстраненность и преодолевают равнодушие к изучаемой проблеме. Но не только мы, историки, да, занимаемся предметной областью. Конечно, внеурочная деятельность – это еще один стимул для развития патриотической компетенции учащихся. И в этом плане работа по направлению идет следующим образом. Значит, есть курсы внеурочной деятельности. Для 6-7 классов проводился курс по дорогам славы. Программа, рабочая программа, она представляла собой комплекс и проектов, это и творческие дела были, это были и разовые мероприятия, которые направлены на реализацию задач патриотического воспитания. Тематика курсов – доблестные страницы моей страны, государственные символы России, события Великой Отечественной войны, ну и, естественно, история Коми края, история республики Коми, история города в годы Великой Отечественной войны. Уроки мужества. Значит, тоже проводим, но каким образом? То есть дети, это у нас старшеклассники, готовят эти уроки мужества. Где-то материал берется вот тем уроков, где-то выходят за рамки темы урока. Связаны они еще и с пропагандой Дней воинской славы России, готовятся презентации, готовятся видеоролики, и потом мы с этим материалом выступаем для учащихся среднего звена. Дети, как я, как классный руководитель, да, то есть у меня вот класс, например, участвовал в почетном карауле к вечному огню, и дети участвуют ежегодно у нас в этом мероприятии. И последнее, не последнее, еще одно, да, хотела бы на чем остановиться, проведение предметной декады, где, конечно, мы тоже с вами затрагиваем и патриотическое воспитание наших детей, различные для 5-6 классов, конечно, это и квесты, это и конкурс у нас, и презентации, и конкурс видеороликов, то есть элементы
патриотического воспитания не только у нас есть на уроках, но и при проведении предметной декады. Важное место во внеурочной деятельности занимает и исследовательская, и проектная деятельность, потому что она и привлекает детей к социально значимой, созидательной, преобразовательной деятельности, обеспечивает формирование социальных компетенций, а вот краеведческая тематика, она позволяет более глубже изучить как историю родного края, историю города, но и наших соотечественников. Ну вот в качестве примера вы видите на слайде, это тема Петерим Сорокина России и коми края, да, то есть гордимся, что основатель социологии 20 века известен не только в нашей стране, известен за границей. Еще одна вот такая исследовательская работа, связанная с историей города. Этот день мы приближали как могли. Значит, в данном работе учащиеся исследовали особенности работы оборонной комиссии в городе Ухте. И, конечно же, вот данный проект мы используем и на уроках истории, и мы используем во внеурочной деятельности. Вот таким вот образом через формирование патриотической компетенции реализуется воспитательный потенциал уроков и внеурочной деятельности. Спасибо за внимание. Людмила Петровна, спасибо за опыт. Коллеги, вопросы какие-то будут? Нет? Интересно так. У меня опять масса вопросов, коллеги. У вас как всегда. Да, у меня всегда. Я просто всегда радуюсь, слушаю коллег, потому что, говорю, вот 2 года я оторвана от школы, мне этого очень не хватает. А тут я прям вот радуюсь. Коллеги, во-первых, Людмила Петровна, мне очень интересно несколько вопросов. Мы все прекрасно понимаем, что в обновленных ГОС у нас с вами, ну, в тех, которые будут действовать с 1 сентября 2022 года, у нас, я, во-первых, прошу прощения, что меня не видно на экране, потому что я здесь руковожу всем этим процессом и сижу за пультом. По обновленному в ГОС с 1 сентября 2022 года мы все прекрасно понимаем, что большое внимание уделяется личностным результатам. Но мы говорим, что личностные результаты нельзя никак замерить. К чему я это? В самом своем начале Людмила Петровна сказала о том, что патриотизм, мы развиваем патриотизм. И вот это слово, оно таким вот для меня лейтмотивом прозвучало во всей вашей презентации. А скажите, пожалуйста, а как вы, Людмила Петровна, в конце, в итоге-то, в любом случае, на выходе, может быть, из уровня, например, там в 9 классе или в 11, отслеживаете сформированность, наверное, вот такого личностного результата? Можно ли его замерить каким-то образом? И как это делаете вы? Ну, вы знаете, замерить, наверное, можно. Я так думаю, что это, скорее всего, это проведение какого-то анкетирования, возможно, да, то есть, ну, надо составить вот вопросы таким вот образом, чтобы дети смогли ответить именно вот по патриотической компетенции. А что касается к 9 классу, ну, я считаю, что главный вот измеритель, это, наверное, когда дети заинтересованы вот именно данной тематикой, да, и когда они могут уже свободно, сами, самостоятельно об этом говорить, ну, я думаю, что говорить правильно. Вот я думаю, что таким вот образом. То есть, понимаете, то есть, да, вот у них как бы вот, чтобы вот эти ценности, ну, я не говорю вот в целом, вот патриотизм, то есть она подразумевает, да, и любовь к родине, любовь к семье, к городу, да, и так далее, да. То есть, понимаете, чтобы, во-первых, она для них стала общественно значимой. Если это 5-6 класс, может быть, да, это может быть, чтобы у детей вот это вот прошло, что а я хочу понять, а мне надо, а можно еще что-то сделать, а вот я хочу принять где-то участие, что, понимаете, чтобы у детей вот эта вот ниточкой вот эта активность прошла вот в данном направлении, да. Если то есть вы правильно говорите, Людмила Петровна, немножечко направлю, вы действительно правильно говорите, что личностный результат мы не можем замерить анкетированием, мы можем замерить не только готовностью, но и участием детей в каких-либо формах активности, то есть хотят, стремятся там постоять в вахте и так далее, поучаствовать. Хорошо, теперь следующий вопрос, опять-таки же для меня очень дискуссионный, и мы его обсуждаем, ну, по-моему, на всех площадках с точки зрения истории.
вы говорили, что одна из тематик у вас тема культура в годы, искусство и культура в годы войны. Скажите, пожалуйста, а какие, с вашей точки зрения, ну, во-первых, смотрите ли вы какие-то или обсуждаете ли вы с детьми какие-то фильмы о войне и о военной тематике? И если обсуждаете, то какие? И какие детям понятнее фильмы? Наши старые советские, например, «А зори здесь тихие», ну, как вариант, да, либо же экшен под названием «Битва за Севастополь». Вы знаете, конечно, я... 9-я рота. Да, 9-я рота и так далее. Да. Ну, вы знаете, я воспитывалась в советское время и школу заканчивала в советское время, поэтому, знаете, я все-таки детям всегда предлагаю посмотреть советские фильмы. Но, тем не менее, если у нас как бы есть возможность, я всегда говорю, ребят, вот они сегодня не знают советский фильм. Да, такой-то фильм, поэтому конечно, Нет. но я все-таки акцент делаю на советский фильм. Людмила Петровна, знаете, почему такой возник вопрос? Я тут недавно работала со студентами, коллеги, в Институте культуры. Это 3-й курс будущих культурологов в этом году. Город Сыктывкар, у нас же факультет искусств есть в университете. Да, это будущие культурологи, коллеги, и мы с ними, одно из заданий у них было посмотреть старый черно-белый советский фильм. Это было домашнее задание. А когда они пришли ко мне на следующее занятие, они сказали: ой, мы не посмотрели, это скучно. А мы не посмотрели. Не на ту напали. Коллеги, я прям потратила целую пару, то есть 1,5 часа 20. Я включила этот фильм и сказала: вот мы с вами будем смотреть и анализировать с точки зрения там постановки и так далее, и так далее, и так далее. И в конце они мне сказали сначала: ой, это фу, да это неинтересно, да, это скучно, нет действия, нет... ну, там же другая постановка, да? А вот почему вы там нам не включили, мы с ними смотрели, первый раз мы с ними смотрели «Андалузский пес», ну то есть 15-минутное видео, и оно показалось неинтересным. И когда вот они мне сказали, что когда мы смотрели другой же фильм, они говорят: ну есть же современный аналог. Я говорю: хорошо, мы с вами сегодня посмотрели черно-белую версию, а вы мне дома сделаете подробный разбор до 15 листов печатного текста о том, плюсы и минусы, и, соответственно, что изменилось. И так как когда ко мне дети пришли на 3-е занятие, они сказали: подождите, так тут же другой смысл. В современном фильме за сменяющимися картинками мы, говорит, не поняли, там вообще о чем фильм-то. Та же самая, для меня вот классический пример — «Битва за Севастополь». Буквально недавно в сети проходил опрос в одной из социальных сетей «Битва за Севастополь», и кто-то из историков запустил, какой вы видите в нем смысл. Коллеги, в этом опросе приняло участие свыше 100 000 человек. И основной смысл какой люди увидели? Любовь. Я говорю: а где же идеология? А где же вот ее посыл? Там же она, по фильму она ушла из дома от чего? Из-за конфликтов с семьей. А посыл-то совсем другой. Защищаем Родину и так далее. И вот почему я спросила, какие фильмы вы смотрите с детьми. И одно дело, мы их заставили, да, они посмотрели, а другое дело, они пошли посмотрели Т-34 или про моего земляка Девитаева, и пришли мне и сказали: такой классный, процитирую, чувак, сказали мне дети. Я говорю: а в чем классность-то? Я-то что, вот он там за Родину, что он там не предал, что он остался верен, потом через систему лагерей прошел, но он остался верен идее Родины. Он говорит: так там классно дрался. Вы знаете, да, самое главное, чтобы надо правильно мотивировать детей. Я просто вот к этим вот к фильмам, вы знаете, когда мы изучали гражданскую войну белых и красных, я детям показала только отрывок, знаете, какого фильма? «Свадьба малютки». «Неуловимые мстители». Вот да. это для них. Вы знаете, посмотрели вот этот вот фильм «Неуловимые мстители». Я говорю: вы знаете, говорят, там же есть, говорю, продолжение, 3 части. Дети посмотрели это, понимаете? Вот для меня, вот честно говоря, вот даже вот как-то вот, думаю, господи, ну все-таки молодцы. То есть вот все зависит от учителя, понимаете? Главное замотивировать ребенка. И тогда он будет смотреть и нашу классику, русские фильмы, да, будет думать, да, и будет смотреть вот современные и будет сравнивать.
И будет анализировать, критически подходить, да? Да. Еще, Людмила Петровна, вы в своем выступлении, опять-таки, же очень много уделяли внимания истории Коми-края, ну или истории культуры народов Коми. Вот опять-таки же на прошлой неделе, коллеги, я услышала такую для меня мысль вообще необъяснимую, когда нам на уровне федерации коллеги с Академии Министерства просвещения говорят о том, что а зачем вообще у нас сложилась такая коллизия на уровне Российской Федерации, что у нас на уровнях субъектов есть какие-то истории, ну, вот субъектов, как, например, у нас история Республики Коми, ну, в различных вариациях, но законодательно этот курс никак не закреплен. То есть, по факту, то, что мы ведем этот курс, это, ну, наша с вами инициатива, желание, называйте как хотите. И попытались развернуть дискуссию, а нужен ли отдельный курс по истории родного края, назовем это так. И когда дискуссию развернули в такое русло, что нужен ли вообще курс именно истории родного края, либо же это должно быть по аналогии с окружающим миром некий курс «Край, в котором я живу», который будет некой компиляцией биологии, географии, истории. Людмила Петровна, как вы считаете, вообще коллеги в чате, в том числе и сейчас у нас здесь очно в студии, но Людмиле Петровне просто первое слово, как вы считаете, нужен ли курс именно отдельно истории? Потому что там коллеги говорят, а что вы там рассказываете? Вы же повторяете то, что, ну вы же, говорит, жили так же, как вся Россия, вы же территория России. Так как вы считаете, нужен ли отдельная история Коми-края, либо опять-таки же край, в котором я живу, такая вот конгломерация 3 предметов? Знаете, очень интересный вопрос. Знаете, я вот долго, ну, как бы составляла, и вот все рабочие программы у нас в школе составляла именно по истории Коми-края. И вот чем дальше, вот, ну, как сказать-то, вот все изучаешь, тем больше для себя делаешь открытий. Ну, мы же живем, да, мы же живем в Коми-крае, я думаю, что на уроках географии, там же географически все равно как-то, когда изучаются какие-то географические темы, в качестве примера приводится география, связанная с географией Коми, на биологии то же самое, и мы какие-то элементы мы тоже берем и из биологии, мы берем и из географии. Но я буду стоять на своем. Нужен, да? А скажите, а по какому пособию вы ведете этот курс? История Коми-края. Вот для меня это больной вопрос, потому что те пособия, которые есть, они не позволяют с точки зрения возрастных психолого-педагогических характеристик давать данный курс детям. Потому что если я рассматриваю 7 класс, и вхождение, скажем, Коми-края, это очень сложно объяснить ребенку, что к 15 веку, да, мы вошли в состав Коми-края. Можно, конечно, использовать у Ольги Евтихеевны Бондаренко, вышла, да, последняя книга, но они идут как рассказы. Потому что если по литературе Коми-края есть пособие, и учителя легко преподают на основе этого источника, этого учебного пособия, то, к сожалению, по истории Республики Коми, ну, может быть, я ошибаюсь. Вот вы какой используете, да, УМК, то есть что вы используете? Ну, вы знаете, у нас, по-моему, есть вот один, да, вот учебник, да, вот этот вот 7-11 класс. 7-11, да. Да, я понимаю, что для 5-го, для 6-го он никакой. Он не подходит. Мы просто читаем вслух. Да, конечно, вы же знаете, что мы из всего пытаемся найти выход, да, то есть это презентации, я распечатала какой-то отдельный материал, понимаете, там... Поэтому для меня проблема. Да, то есть вот таким вот образом. Потому что если рассматривать вот этот конгломерат, Коми-край, в котором я живу, да, то получается, что попроще. С этнографической точки зрения рассмотрел, остальные рассмотрел, литературу туда рассмотрел, да, все эти памятники рассмотрел, природные и так далее. То есть получается, что как бы картинку дали. А если рассматривать чисто историю, то я бы ее вообще только в 9 класс вывела. Потому что к 9 классу они хотя бы
поймут весь курс. Ну, в общем, сложно. Да, Коллеги, извините, Наталья нет, Николаевна. Александра затронула действительно серьезный вопрос, и в этой связи хочу анонсировать работу, которую сейчас проводит Институт развития образования совместно с коллегами из Коми научного центра. Коллеги, мы начали работу над созданием обновленного ОМК по истории и культуре народов Коми, потому что действительно при всем потребность. Да, потому что потребность есть, потребность приведения в соответствие, потому что каким образом, если мы историю России начинаем с 6 класса, тогда почему историю Коми мы начинаем с 7 класса? Непонятно, то есть у нас у детей будет каша в голове, а здесь мы, собственно, с Игорем Любомировичем договорились о том, что мы все-таки рассматриваем с 6 класса. Некоторые коллеги, например, представители Крыма, говорили, что у них это вообще с 5 класса, ну для них это логично, потому что чуть раньше зарождалось. Да. Вот. Но, знаете, коллеги, для меня, например, учебника лучше, чем Коми АССР, история Коми АССР. Вот честно, не видела. Понимаю. Поэтому... Но приедет проверяющий и скажет нельзя. Нельзя, конечно, да. И последнее, опять-таки же, Людмила Петровна очень... Да, с 5 класса у нас история Коми края с 5 класса. Здорово, это здорово. И Людмила Петровна еще там свой проект говорит «Мой город Ухта». И в этой связи, опять-таки же, коллеги, буквально вчера в рамках формирования функциональной грамотности мы-то все говорим, наш город Сыктывкар, вводим там по экскурсии. Вот Людмила Петровна предложила нам тут вариант «Мой город Ухта». Москва для себя функциональную грамотность ввела 6-е понятие, кроме 7-е, да, кроме 6. Городская компетенция. Городская компетенция, то есть своего рода москвоведение. Поэтому, коллеги, нам, наверное, тоже с вами, как историкам, надо вот взять на вооружение, где действительно у них и ориентирование в городе, ну понятно, что это мегаполис, но тем не менее знания, вот, возможно, через вот эту городскую компетенцию мы с вами решим проблему ВПР, наших родных любимых заданий, да, по знанию. Да, это еще раз говорит о том, что историю Коми края надо оставлять. Надо, да. Людмила Петровна, спасибо за выступление. Коллеги, а мы движемся дальше, и сейчас мы перемещаемся в Визингу и просим подключиться Надежду Николаевну Пунигову. Почему-то я Надежду Николаевну не вижу. Как только появится возможность у Надежды Николаевны, мы дадим ей слово. А сейчас тогда мы переключимся к выступающим в студии. И первая выступающая у нас Елена Петровна Киселева. Да. Коллеги, подождите секундочку, сейчас мы будем проверять мою техническую, мою ИКТ-компетентность. Вот, да? Петра. Да. Так, сейчас, секундочку. Да, можно также вывести. Коллеги, секундочку, поделиться экраном. Все, вы нас видите. Отлично. Замечательно. Давайте попробуем таким образом. Добрый день, уважаемые коллеги. Пока настраивает Наталья Николаевна, я хотела бы сказать прежде всего спасибо Институту развития, потому что можно написать уже отдельную работу «Я и стефановские чтения» или рождественские чтения. Почему? Я и мои дети, да, моя школа. Потому что мы на протяжении многих лет принимаем участие в данной конференции, с ребятами выступали по Николаю II, затем воскресные школы, то есть много было разного вида работы. Когда я увидела, что посвящено региональные и рождественские чтения посвящены Петру Первому, то, как у каждого учителя, есть свои где-то заготовочки, и я вспомнила о своей заготовке по Петру Первому. Дело в том, что в нашем учебнике, учебник «История России» под редакцией Таркунова, вы помните, что есть глава 1 и 12 параграфов посвящены России в эпоху преобразования Петра Первого. То есть и сегодня, послушав пленарное выступление в Доме дружбы народов, мне даже стало, в общем, страшно, когда протоиерей Андрей Чекунов
Нет, не он. Наверное, я могу ошибиться, но, в общем, я прослушала характеристику Петра, и мне стало страшно от того, что как же я буду его преподавать в школе, и что я буду говорить о гражданственности, о патриотизме, если они будут читать у меня о таком синоде и о таких действиях. И все же у нас есть стандарты, и мы на основании стандартов преподаем историю. И Петр I – одна из величайших личностей в истории, и это вкладываем в умы, в головы деток. Затем не забываем, что я начала с того, что 12 параграфов, и, естественно, всегда у нас есть повторительно обобщающие уроки. Они существовали всегда, и значение их было велико. К сожалению, если не уделяли этому вниманию, то это было плохо. Конечно, эти уроки перегружены информацией, новыми понятиями, датами, и что вызывает дополнительные сложности. И пришла к выводу, что во время повторительных уроков одним из способов сделать урок деятельностным является привлечение учащихся к игре. Именно игра способна эмоционально перегрузить, превратить материал в путешествие, объединить различные виды деятельности. И она способствует формированию таких качеств, как коллективизм, ответственность и нестандартное мышление. И это как раз все личностные результаты, о которых говорили сегодня уже коллеги. И работая над проблемой проведения повторительно обобщающих уроков, заметила, что познавательный интерес, который возникает на уроке, не всегда является признаком запоминания и понимания материала или темы. Очень часто ребенок полученную информацию он забывает буквально через урок, через два, а тут еще и перешагнув через порог. И об этом свидетельствуют результаты всех наших проверочных или контрольных работ, которые мы можем проводить в конце глав разделов. Существует другая категория учащихся, которые заучивают строчка в строчку, фотографируют материал, и этот же ребенок данную тему он уже изложить не может. И вот эта сложность, и в результате количество незакрепленного материала накапливается, потихоньку ученик, он теряет интерес к предмету и становится неуспешным, и еще страшнее неуспевающим, то есть маломотивированным или низкомотивированным. И вот понимание этого привело меня к необходимости искать различные способы по данной теме, включать разнообразные формы закрепления и обобщения пройденного материала. И поэтому разрешите представить вашему вниманию игру, которую провожу в конце раздела «Россия в эпоху преобразований Петра Великого». Конечно, цель заключается в том, чтобы закрепить и углубить все исторические знания учащихся. На этом мы останавливаться, безусловно, не будем. Сама данная историческая игра, как вы видите, она была еще составлена в 2019 году и впервые проводилась в ходе фестиваля наук и творчества. Вообще у нашей школы есть такая фишка, у нас нет предметных декад, а есть фестиваль наук и творчества, когда по одному дню мы проводим, посвящаем день истории, день литературе, день математики, и это в мобильном варианте, поэтому на это уходит порядка 2 недель, и это очень интересно и деятельностно. Если говорить о данной исторической игре, безусловно, все, простите, коллеги, планируемые образовательные результаты и предметные, и метапредметные, они все видны по ходу игры. На этом мы тоже не будем останавливаться, да и презентацию пройдем очень быстро. В общем, в данном случае, если по презентации, то первое, мы ставим
проблемную точку, и в конце дети должны будут, участники данной игры и зрители в зале должны будут проголосовать, Петр Первый это антихрист или все-таки это реформатор. И на протяжении всех этих 300 лет, более 300 лет, историки спорят о том, как оценивать личность Петра, точно так же, как мы сегодня на нашей конференции. И первое задание посвящено как раз, капитаны берут исторические источники, и в течение минуты, но этого не хватает, должны указать имя историка, который писал о Петре, и объяснить его точку зрения. Ну и, естественно, выставляются баллы определенные. Пока они работают, в это время идет характеристика, а вот как раз варианты этих исторических источников. И идет характеристика самого Петра, затем даются правильные варианты, чьи это были высказывания о Петре Великом. Второе задание – анкета Петра Великого. Да, здесь я хочу сказать, что при подготовке данной игры использовала различные возможности, различные игры, материалы, которые уважаемые коллеги выставляют в интернете. Их огромное множество, безусловно. Но в данном случае команды получают анкету выезжающего за границу и начинают свою работу. В это время идет работа с залом, потому что участвуют, как правило, 3-4 команды по 6 человек с интересными названиями, в том числе они давали, например, команда была «Агенты 1703 год», но я их называла 1703. И одновременно идет работа с залом. Естественно, что все это высвечивается на экране, поэтому думаю, что все типично. И затем высвечивается правильная анкета выезжающего за границу. И далее третье задание. Третье задание – современники Петра Великого. И все мы знаем, что в окружении были люди, или можно назвать это маска «Кто ты?», да? И дается характеристика. Ну, например, о его заслугах можно говорить бесконечно. Коллеги, о ком это идет речь? Как вы думаете, о ком идет речь? О его заслугах можно говорить. Вам можно сразу поставить 5 баллов, Наталья Николаевна, потому что это да. И кроме всего прочего, все его характеристики, что про него и сплетничают, и в детстве пирожками, и, безусловно, это Александр Данилович Меньшиков. Да? Ну и далее таким же образом идет характеристика. Я родился знатным и богатым, и должен был обладать огромной властью. Но, видно, час моего рождения был недобрым. Но, безусловно, все мы догадываемся, да, что это, простите, цесаревич Алексей. Ну и таким образом идут характеристики, да, всех деятелей. И в результате, если они берут, скажем, 2 подсказки, то получают 5 баллов. Если у них 3 подсказки, уже 4 балла, а потом 3, 2 и 1 балл. Ну, в общем-то, так или иначе, все равно они угадывают. А теперь, ну, безусловно, всегда интересно, что, где, когда и черный ящик. А мы тоже давайте попробуем угадать, что же находится в черном ящике. Итак, точно так же дается характеристика, что находится. И первое, что мы получаем, предмет имеет название, которое нам пришло в эпоху Петра Великого, Петра Первого. Скажите, пожалуйста, ну не можем пока ответить, наверное, да? Второе. Он необходим при проектировании домов, кораблей, машин. На первое я бы ответила картошка. Ага, да. Здесь уже проектирование. Чертеж? Пока что-то чертеж, ну, а нам надо предмет, который в черном ящике. Так.
Вот вам можно отдельную команду. Замечательно. Он бывает большой и маленький, да, используется в геометрии, ну и понятно само собой, что это циркуль. Причем повторяю, что я задание брала просто, что презентация уже составлена, и это как это интеллектуальная собственность, а задания были из интернета. И в данном случае циркуль. Ну, коли после циркуля, то, конечно же, математика ум в порядок приводит это следующее задание. И здесь начинаются задачи, даются задачи. А в это время, пока команды работают над задачами, работаем с залом, и вновь вопросы, и вновь зал работает и отвечает, да, идет ряд вопросов с залом. Причем, посмотрите, если говорить о математике, то мы знаем, что первый отечественный учебник, он вышел в 1703 году, Магнитский, да, и здесь вот аддиция, субтракция, мультипликация и дивизия. Как вы думаете, что это? Я вам честно скажу, что я не знала, когда я начинала над этим работать, над презентацией, я, потому что вот не задумывалась, не знала, что это такое. Оказывается, что это арифметические действия. Аддиция, субтракция, мультипликация и дивизия. Дивизия вообще это деление. Ну и здесь они решали задачи, затем мы проверяем правильно, неправильно эти задачи. Затем, конечно же, хронологический ряд. В это время работаем с терминами, то есть мы закрепляем все наши единицы, да, которые должны быть. И причем здесь, посмотрите, я другим путем шла, не просто даю характеристику, а чтобы они сами давали характеристику, это значительно сложнее. Вы знаете о том, что они у нас проточковать могут, а вот как раз если описать, то это значительно сложнее для ребят. Проверяем, все как обычно. И вы знаете, вот это задание, кисть художника. Во-первых, вы знаете, что в контрольно-измерительных материалах 11 класса культурные вопросы по культуре, они сохраняются. И дети картины знают очень плохо. Конечно, хотелось бы нам посещать все, но это не удается. И далее дается картины, да, и они должны не просто назвать автора картины, но и описать событие, которое связано с написанием данной картины. И в результате с чем-то справляются, с чем-то нет. Причем я им дала в формате А4, в рамочке, как полагается, но без автора. И все это помогали родители. Мы как-то уже в рамках конференции у Тамары Александровны выступали с председателем родительского комитета моего класса. Было такое выступление. Родители всегда помощники. Вот такого плана задания. И команды затем получают возможность задать вопросы команде соперника. А в это время как раз идет голосование, антихрист он или реформатор, как считают дети. Ну и для того, чтобы зал не только голосовал, но и расширял свой кругозор, мы говорим о тех наградах, которые были, и вот это очень 6,8, безусловно, да, говорим о наградах, и теперь подходим к результату, что награды ждут и наших героев, те команды, которые являются командами-победителями. Вот это детки как раз во время игры, после игры. Вы знаете, дело в том, что в этом году мы систематически участвуем в Кубке истории, и индивидуально были победителями, 3-е место брали по КФУ,
в командной игре. В прошлом году было 2 призера у нас среди 8-9 призер и 10-11 вместе с моей коллегой. Детки разделились. И в этом году очень интересно, задания первого этапа посвящены периоду правления Петра Великого. И как раз эти дети будут участвовать в данном мероприятии. Дорогу осилит идущий. Посмотрим, что получится. Я благодарю, коллеги, за внимание всех и надеюсь, что... В общем, жду ваших вопросов, если они есть. Спасибо огромное. Елена Петровна, спасибо, действительно очень интересно. Коллеги, есть вопросы? У меня опять масса. Много уроков у вас, это вообще 7 человек. У нас абитуриентам 2 часа. Нет, а в 8 классе, 12 часов. А мы же в 10-11 классе, у нас тоже 2 часа, извините, Наталья Николаевна, тоже 2 часа, но мы преподаем только историю России 20-го и начала 21 века. Мы идем, то есть мы же ее не повторяем по ВГОС. История идет до 45-го, мы заканчиваем в 10-м, и после 45-го, начала 21 века, это 11 класс. Те, кто идут по профилю, там другая ситуация, хотя сейчас мы видим о том, что даже профильные учебники выходят с тем прицелом, чтобы мы до 45-го года, даже в профильных классах вели так, и далее после 45-го это 11 класс. Это 11 класс, да. Поэтому здесь вот, но это ведь и детки маленькие, 8 класс. Но я для себя проанализировала, и исходя из нового ЕГЭ, нового варианта ЕГЭ, тот, который, я уж не знаю, Бастрыкин, конечно, выступил против ЕГЭ, но отменят его, да, тем не менее он у нас есть. У меня в этой игре не хватает географического компонента, поэтому работы с картой, и я думаю, что ее необходимо, может быть, добавить, дополнить в плане где Северной войны, Прудского похода или иных. Вот таким образом. Елена Петровна, у меня первый вопрос. Не хотите выйти на платформу интернета? Интернет-пространство для того, чтобы привлекать другие команды, расширять. Да, можно, конечно. У нас в этом плане работает у меня коллега во 2-й школе в городе Мекунь, Татьяна Александровна Гордюшкина. Она использует все эти средства и возможности. Я все-таки, наверное, из категории 50+. Для меня это несколько чуть посложнее. Но, тем не менее, спасибо за предложение. Вполне возможно. Да, Наталья Николаевна, почему бы нет? Теперь возвращаясь к вашему началу, действительно, коллеги, я когда увидела тему рождественских чтений, секулярный мир и религиозность, мне почему-то всегда казалось и ассоциировалась секуляризация — это Екатерина II. Да. А тут секулярный мир, и я думаю, бог ты мой, что ж там Петр такого наворотил-то, собственно, что же произошло, почему вот к нему-то это относится? И мы очень долго, я тут и с Тамарой Александровной спорила, говорю, да некорректно тема сформулирована с точки зрения этой истории. Но, тем не менее, коллеги, у нас есть как есть, и если действительно коллеги наши с федеральной и на пленарной части смогли вас переубедить? Да нет, страх посеять. Страх посеять. Я вот так, знаете, вот причем мы же понимаем, что с точки зрения, да, с точки зрения как раз вот они, наверное, правы. И если рассматривать вот все события, именно Чугунов, вот его отношение, ведь когда он дает характеристику, скажем, Никиты Зотова, безусловно, немецкая слобода, мы рассматриваем, что это формирует в нем интерес к западному. А сегодня объясняли о том, что это не соблюдение нравственных устоев, и здесь же влияние Вильгельма III Аранского. Вильгельм III Аранский вообще у нас в 7 классе мы его преподаем, и связь с Петром, они
не поймут, это очень серьезно. И когда говорить детям о всешутнейшем соборе, ну, с другой стороны, это есть история, и как к этому относиться, все-таки мы настаиваем на том, что Петр личность, а я как раз-таки хотела участвовать в личность. Там должна была быть секция, но почему-то отменили. Вот личность Петр, личность Петра. Вот, и поэтому в любом случае Петр, который внес огромный вклад в историю, хотя история, ну, сослагательного наклонения не имеет, и все минусы, которые были, да, они были. Да, они были. Знаете, коллеги, в этом связи, вот вы, опять-таки же, в своей игре затронули, что изобретение при Петре, которое к нам пришло, это вот мне посчастливилось, опять-таки же, для меня судьбоносная была эта командировка в Москву. Я впервые была в замке, в Коломенском. Я была во дворце Алексея Михайловича, да, дом-музей. Действительно, неизгладимое впечатление. И в рамках, если мы говорим вот в рамках нашей уже сегодняшней секции, то когда я общалась с работниками музея, я взяла аудиогида, насколько там выверено каждое слово, насколько показаны взаимоотношения первых Романовых между собой, влияние первых Романовых друг на друга. И когда ты смотришь на спальню Алексея Михайловича, понимаешь, что, собственно, это тут маленькая кроватка, и вот его будуар царя 9 квадратных метров, или когда ты смотришь, Государственная дума заседала или Боярская дума заседала, а это комнатка 12 квадратных метров, и ты понимаешь, что вот там решалась судьба государства, которое по территории уже занимало наши с вами территории, даже больше было, еще Украина была уже присоединена к нам, да, и как-то вот мировоззрение действительно меняется, ты смотришь, и поэтому, когда мы говорим про личность, действительно, наверное, вот какие-то элементы Петра Первого невозможно рассказать, личность любого правителя, любого человека невозможно, и даже его действия без контекстного анализа. В какой среде он воспитался. И Петр Первый, да, но об этом сегодня говорил Чукунов. Об этом действительно нужно говорить. И действительно даже мне это ближе больше наша северная столица, культурная столица. И мы привыкли, что если мы говорим про царские палаты, то это Екатерининский дворец, коллеги, да, согласитесь. А тут какие-то башенки, деревянники. Но настолько это было душевно. Или как это мыльню, когда мы посетили. Это вообще было удивительно для меня, мыльня, не баня, да, что кабинет это, оказывается, раньше был. Я вдохновение получила действительно. Но что с Петра Первого мы начинаем поворот в сторону Европы, традиции меняем, и вот эта наша самобытность какая-то, да, уходит. Тут как бы опять-таки же спорный вопрос, хорошо это или плохо, и не зря же у нас есть и западники, и славянофилы, и испокон века мы с вами об этом спорим, но тем не менее это наша история, мы этим гордимся, и теми, как у меня всегда говорил отец, для постройки города Санкт-Петербург несколько миллионов мордвы было уничтожено, никогда моей ноги не будет в этом городе. Но тем не менее, это достояние нашего народа. И эти судьбы были положены для того, чтобы сегодня весь мир, не побоюсь этого слова, восхищался нашим достоянием и нашей традицией. Поэтому тема укрепления обороноспособности, хотим мы того или нет, один из важных факторов, о которых мы не можем вычеркнуть. Конечно, поэтому действительно и личность, и такие, в том числе, может быть, ребенок не запомнит что-то из урока, но вот эта вот яркая игра, да, запомнит. Поэтому, как формирование личности. Такое, да. Согласна. Спасибо большое, Елена Петровна. И мы с вами теперь переносимся в, собственно, роль музея образовательной организации в патриотическом воспитании обучающихся. Галина Богдановна, вам слово. Как вам удобнее будет? Отсюда или отсюда? Да? Хорошо. Сейчас, секундочку, коллеги, я включу опять трансляцию экрана. Приветствую всех участников конференции нашей.
когда я начинала готовить свой доклад, тоже посмотрела, что, конечно, 350 лет, юбилейная такая дата от Петра, да? И мое сообщение тоже связано с Петром, потому что впервые в России Петр создал музей. Вот, сегодня я хочу рассказать о музее Невельской дивизии, какую роль он играет именно в патриотическом воспитании. Важнейшей составляющей процесса воспитания, конечно, является формирование и развитие патриотических чувств. И гражданственность и патриотизм — это тоже фундаментальные качества, которые личности, которые, в общем-то, должны притворяться в жизнь перед обществом, долг перед обществом. Да, вы знаете, что без наличия компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящей гармоничной личности. И опять мы говорим, что государству нужны какие? Здоровые, инициативные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на благо и в случае необходимости встать на защиту своей Родины. Да? Подрастающее поколение должно знать о важнейших вехах на пути к победе, о подвигах своего народа в Великой Отечественной войне. Вот с грустью, конечно, приходится констатировать, что поколение, в общем-то, опыт старших поколений в некоторой мере обесценивается. То есть зарубежные историки, да, вещают нам, предпринимают попытки принизить роль народов СССР в Великой Отечественной войне, да, в разгроме фашизма. Подрастающему поколению, конечно, необходимо помнить, что в ходе войны, Второй мировой войны, эта роль не ставила сомнений ни фашистскими государствами, ни ведущими державами антигитлеровской коалиции. Наш музей создан в 1984 году. Его основатель, ветеран 28-й Невельской дивизии, председатель Совета ветеранов Конюхов Иван Петрович. Ой, можно тогда включить в наш музей это видео? Видео? Хорошо, секундочку. В Подмосковье город снимали, и когда Иван Петрович еще жив был, в 17 году, 96 лет ему уже было. Наш музей, немецкая газета даже есть с переводом. Все он передал, начиная с 1984 года, собирать материалы, документы, экспозиции. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это одно из условий дальнейшего развития России в 21 веке. Память и гордость за свою историю – это основа достоинства нации, ее способность к реализации национальных интересов, ценностей и идеалов. Ну, конечно, вы знаете, что здесь отображена, конечно, вся проходит история дивизии, которая формировалась в 1941 году в Котласе. Большинство было из Коми-республики, тогда еще Коми-СССР воинов. И они прошли до Румынии. И хотелось бы еще донести до вас, всех, для участников, что в 1995 году собиралось, в общем-то, такое мероприятие было в нашем тогда еще индустриальном колледже, сейчас мы уже политехнический техникум, мероприятие со всего бывшего Советского Союза. Приезжали гости к нам, у нас были генералы, простые рядовые, врачи, медсестры. Это была уникальная встреча, да, 95-й год. И с многими переписывались наши тогда еще ученики, когда было индустриального колледжа. Сейчас
ветеранов Невельской дивизии, уже как бы уходят от нас ветераны. Мы свою работу, задача музея, построили, что, конечно, главная цель – это воспитание подрастающего поколения, интересы и уважение к историческому прошлому. Опять же мы говорим, что знакомство подростков с этапами Великой Отечественной войны. Не только на уроках, но и не классная работа, а в основном не классная работа. Ну, примеры боевых, значит, и трудовых подвигов наших соотечественников, воспитание, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, развитие у подростков чувства осознания себя гражданами России. Далее, ребята, интерес черпают именно в военной истории, литературе, изобразительном творчестве. И студенты занимаются, обучаемые студентов исследовательской, поисковой деятельности. И формируются, конечно, творческие способности. Мы поддерживаем инициативу и творчество наших подростков. В работе музея мы как субъект образовательного процесса, то есть и педагоги задействованы, да, и родители, и социум. Но, конечно же, в первую очередь это обучающие. Да? С кем мы сотрудничаем? Мы сотрудничаем, конечно, с Национальным музеем нашим. Большая помощь от совы Валентины Алексеевны. Мы часто к ней обращаемся, когда пишем свои рефераты, там, исследовательские работы, и обращаемся, конечно, к музею. Конечно, тоже у нас работала сестра Алла Жеребцова, и у нас тоже связь с бывшей работницей Людмила была Любомирна. Поэтому она литературу вела, очень человек любознательный, очень интересный человек, и мог прийти всегда на наши мероприятия и принести даже стихи, посвященные тому или тому событию. Вообще, наши встречи с ветеранами, наши экскурсии у нас проводят ребята сами. Подготовили актив, и каждый год меняется, конечно, актив музея, и стараемся обучить там на 3 года, на 4 года, 4 года обучения, чтобы какой-то студент мог рассказывать сам и проводить экскурсию. Очень много гостей у нас бывает. У нас есть журнал, конечно, отзывов, интересные гости и интересные отзывы тоже. Потому что недавно, прямо удивительно даже, женщина приехала с Мутного материка, это Усинский район. Она приехала по состоянию здоровья, но пришла, нашла наш музей, потому что ее отец воевал в Невельской дивизии. Вы понимаете, она пришла, еще был урок, я посадила ее послушать, посидела на уроке, и потом я говорю, скажите детям, что действительно она память об отце хранит. Отец очень мало рассказывал о Невельской дивизии, поэтому она решила узнать, что здесь, как музей сохранил память, и, может быть, где-то память о отце сохранилась. В общем-то, она очень долго была у нас. Это такие трогательные встречи, когда приходят к нам гости. Теперь уже приходят не сами ветераны, а приходят дети ветеранов. Да? Мы часто собираем уже детей войны, у нас встречи, различные мероприятия. Хочу сказать, что, конечно, обращаемся к исследовательской и проектной деятельности по краеведческой большей тематике. Да? И вот после таких вот наших мероприятий, да, наших, может быть, сказать, каких-то памятных дат, по памятным датам, вот, рождаются такие вот проектные, такие исследовательские проектные деятельности, как вот у молодого человека, который написал о своем прадеде. Да? Он действительно написал, что мы еще очень мало знаем о войне, и написал, что в семье бережно хранится пожелтевшая старая фотография, это его прабабушки, фотография 41-го года сделана, изображен дед его. И вот в Буденновке сделал фотографию. В Буденновке, конечно, там на слайде не было, ее не сделала. И, понимаете, этот молодой человек, когда рассказывал этот реферат на нашей конференции, то многие педагоги, вот, понимаете, сидели и плакали, просто слезы шли. Потому что настолько он проникновенно рассказал о своем прадедушке, что перед самой отправкой на фронт он женился на его бабушке, на прабабушке, и это была фотография сделана. А далее был ранен в 1942 году, после госпиталя ему дали несколько дней отпуска, и молодой ефрейтор с радостью приехал к своей любимой жене, и опять бой.
А в ноябре 43 года прабабушка получила похоронку, где было написано, что погиб, защищая социалистическую родину, и был захоронен в Ленинградской области. Все это сохранится на бумажке, знаете, действительно на простой тетрадной бумажке написано. Мы ксерокопии сделали. И он говорил, что только в 1980 году они получили приглашение, что будет открыт новый монумент-памятник на воинском братском захоронении в Ленинградской области. Пригласили, значит, прабабушку, и уже пригласили его бабушку, которая не видела своего отца. Вот. И вот он пишет, что 9 мая, я даже волнуюсь, моя прабабушка и ее дочь, моя бабушка, приехали на открытие нового монумента-памятника на воинском братском захоронении, откуда прабабушка привезла в ситцевом узелке маленькую горсть земли. А далее, конечно, мне, вот знаете, тронуло всех нас то, что когда он пишет, я смотрю на фотографии, я понимаю, что совсем мало знаю про ту страшную войну. Хотелось бы узнать еще больше о своем прадедушке, побывать на братской могиле тоже. И хочу сказать, что дети очень даже проникаются, когда приходят к ним ветераны, да, у них такая гордость, они все хотят с ними сфотографироваться, узнать о них, задают очень много вопросов. И у нас был тоже случай, когда ребята нашли в нашей книге, книга памяти, да, у сотрудника его отца. Он знал, что, и всегда говорил, что мой отец пленный, попал сюда из Донецка. А когда студенты нашли, и мы пригласили его, прям было, наверное, человек 10-15 студентов, и когда он пришел, он увидел, что действительно отец его восстановлен, да, в звании ветерана Великой Отечественной войны. И в этой книге памяти, конечно, слезы у мужчины, нашего педагога, да, которому уже под 50, слезы брызнули из глаз, и он так благодарил. Он говорит, я все буду помогать музею, что мои руки все здесь делают, что вам надо, потому что это моя дань, та благодарность, которую вы нашли моего отца, я бы никогда, может, не узнал, никто не сообщил ему, что отец восстановлен. А он был так пленный, выслан сюда из Донецка и умер, говорит, в горести, что и какой же я предатель, если я был в плену. Вы понимаете, он рассказывал, потом вот так вот у нас мероприятие еще одно как бы родилось. Он рассказывал о своей семье, матери подпольщицы, да, в Брянской области, рассказал об отце и дяде, которые тоже попали сюда, ну, как действительно пленные в нашу республику, высланные с Донецка. Купил эти тома, смог купить 2 тома, чтобы родственникам еще подарить. И вот этот молодой человек, который написал о своем прадеде, да, получил, конечно, диплом. Мы отправляли на конкурс, проходил Министерство образования Республики Коми, проводило, и Сыктывкарский государственный университет, моя семейная реликвия, победитель номинации «История Великой Отечественной войны». Конечно, мы храним, у нас есть работы, которые бабушка писали, да, приходила к нам в гости известная Анна Капитоновна, да, которая тоже оценила очень интересно конференцию. У нас проходила очень много работ, она принесла ей подарки, и ребятам ей дипломы вручила потом за исследовательскую работу. Конечно, мы принимаем участие во всероссийском конкурсе, принимали, и тоже сподвигло, что приходила к нам в гости Курманова Тамара Ефаловна, заслуженный работник Республики Коми. Она рассказывала о своем детстве в годы войны, рассказывала о семье, что семья была... Истоки шли с XIV века от Тюрниных с Ульяновского монастыря. Это заинтересовало наших студентов. И они, в общем-то, мы стали вместе писать работу и отправили ее на всероссийский конкурс «Человек в истории 21 века». Это мемориал, да, потом есть Союз краеведения, потом Международный благотворительный фонд, это имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Работ было очень много, 1700 работ. И 79 регионов, и Казахстан еще участвовал. И вы знаете, нам было так приятно, что наша работа, мы получили поощрительную грамоту, да, молодой человек получил, потому что действительно труд вложенный, наверное, оценили, интересные фотографии, в общем-то он общался с этой семьей, написана работа. Ну опять, в этот год еще был, этот год объявила наша республика «Женщины России», конечно, известные женщины Республики Коми. Тоже написал они, именно Курмановой Тамаре Ефаловне. И это проводила у нас гимназия, русская гимназия. Вот, и потом он получил
диплом призера, тоже первое место заняла его работа, потому что он писал как бы вместе с ней, и в том, понимаете, интересно очень, как журналист. Вопросы такие и ответы. И Тамара Ефаловна очень много рассказала о своей действительно детстве, о том, что она в годы войны уже нянчилась, и как училась в Усть-Виме, где были в годы войны, были даже эвакуированы, и немцы высланные были, дети немцы. В Усть-Вимском интернате она училась. Много рассказывала. Тут у нас на фотографии тоже Сурков Николай Иванович, он узник детского концлагеря. Когда он приходил, дети так внимательно слушали, столько вопросов задавали ему. Вообще это трогательные встречи. И всегда, я думаю, многие ребята, которые уже заканчивают, встречаются в городе и даже пишут в соцсетях, что помнят эти мероприятия. Мальчишки знают, что так кто-то служил у нас уже, приходит с армии, что если чеканя шаг, он носит всегда, на открытии у нас знамя вносится Невельской дивизии, гимн включаем, как-то торжественно такая тишина. Всегда на мероприятии, когда мы проводим в музее, у нас такая тишина, все внимательно и подходят потом к ветеранам и к участникам даже боевых действий, да. Потом у нас воины-интернационалисты, которые погибли в Афганистане, мы тоже проводим 15 февраля это мероприятие. И у нас приглашали сестру, потом у нас есть герой России Пузиновский Александр, который погиб в Чечне. Всегда приходит его мама Пузиновская Наталья Егоровна. Мы проводим мероприятия, тоже ребята узнают, что в нашем колледже учился когда-то Александр Пузиновский, обычный парень. И вот какой героический подвиг он совершил, посмертно было присвоено звание Героя России. Я хочу сказать, что настолько вот сложно иногда говорить, да, как бы оценка там работы, там эффективности этой программы, да, нашей по музейному, да, делу. Хочу сказать, что, конечно, тематические выставки, концерты, там, встречи с ветеранами, оформление, там, экспозиции, стендов, посвященных Великой Отечественной войне, проектная, там, исследовательская работа и практические конференции, различные научно-практические конференции, конкурсы, фестивали. Все это очень хорошо. Но я думаю, что то, что у них появляется уважение к участникам Великой Отечественной войны, появляется интерес к военной истории, литературе. У нас приходили тоже офицеры России, носили оружие, ну, конечно, макеты, но такой интерес, столько было народу, да, мы просто, он говорит, что все группы готовы посмотреть историю оружия, потому что так интересно рассказывали, сейчас у них музей создан, группе народа, да? Вот, и я думаю, что знание исторического материала тоже обогащается, именно музей дает такие позывы, конечно, с событий Великой Отечественной войны, потому что мы зачастую на уроках за несколько часов не можем дать им столько материала, сколько не классная эта работа. Вот. Городской совет ветеранов – это вообще у нас частые гости. Наш музей занимал призовые места, то есть номинации там лауреат конкурса, да, по музеям среднетехнических учебных заведений. Первые места занимал. Конечно, очень большая работа Совета ветеранов проводилась с нами. То есть мы очень дружим с этими организациями. Ну, еще, кроме того, у нас контакты, такие тесные связи с Музеем просвещения Коми-края, да, тоже проводили совместные конференции. Вот, 25-й первой школе мы проводили по памяти уже ушедшего Ивана Петровича Конюхова. Таскаев Сергей Викторович, тоже наш гость. Гимназия искусств. А? Гимназия искусств. Да-да-да. Да-да-да. Вот. И хочу сказать, что, конечно, работа это очень еще долгая и долгая. И, думаю, молодое поколение еще будет долго работать с этим музеем, потому что музей всегда нужен, память нужно сохранить. Галина Богдановна, можно тогда вопрос? Я правильно понимаю, что вы закончили, да? Спасибо большое. Тема действительно очень важная и интересная, и очень
ну, по-разному. У меня, опять-таки, ряд вопросов. Первый, как вы относитесь к идее бессмертного полка? То есть вот когда мы идем с фотографиями, когда вместо живых людей идут... Я хорошо отношусь, я хожу. У меня есть фотографии, я уже не выставила эту фотографию. Я работала раньше в комсомоле, в горкоме комсомола, встретила своих коллег, там встречаю. Ну, я хорошо отношусь к этому, потому что я смотрю тоже на людей, с какой они трогательностью выносят фотографии. И мне тоже интересно всегда. Вот у меня дед тоже был в плену, попал, у него судьба Симон, ему дали такое церковное имя, его имя спасло. Он попал в самом первом году уже на вот эти тяжелые периоды, и он был коммунист, как бы, он сказал, я удивляюсь, как меня не выдали, что коммунисты вперед расстреливали, меня никто не выдал, я этот зарыл, спрятал свой портрет. И когда в Украине был, потом в Эстонии очень издевались, а потом отправили во Францию. Говорит, я бы там уже доходил, уже все это по помойкам ходил. Но повезло, что пришли, выбрали, сказали, нам нужны русские, чтобы поработать у хозяина богатого. И сказали, у нас тут русский Симон есть. И повезло его, он в общем-то, попал в семью и выжил, вернулся уже. И тоже вот как бы судьба. Он начало войны, у него была бронь, и он был начальником межщуре под межпогостом в леспромхозе, лесопункте, и защитился за репрессированных. Он зашел в магазин, а порторг говорит, что там делаешь, Симон Иванович? Он говорит, я смотрел, какие у них товары репрессированных от этих людей. Ну, какие они люди, они враги. Он говорит, они такие же люди, как и мы. Такие же колхозники репрессированные. Белоруссия, Украина, Воронежская область. Он говорит, и после этого порторг написал на него. За эти слова, да. Да, эти слова, все, ему даже военком потом сказал. Но военком ему и потом помог, когда он вернулся живой и здоров. Вот, он сам родом был и ушел вместе в Испанию. Известный Зосима Васильевич нашей республики, да, государственный деятель. И даже просил его один раз память, говорит, ну вот ты выжил, а мой брат погиб. А мой дед так ему сказал, разве я виноват, что я выжил? Разве я виноват? Понимаете, но всю жизнь жил, что вот в плену, ему военком скрыл, он не сидел, нигде не был, но работал тоже на руководящей в лесной промышленности, потому что учился до войны в Архангельске, заканчивал там. То есть идея бессмертного полка, она действительно позволяет не только живым и выжившим пройти, но действительно расширяет вот эти вот возможности. Я на фотографии «Бессмертный полк» я хожу, у меня там дед фотографирован во Франции. Пилотка французская подходит ко мне, люди говорят, вот это не Красная Армия пилотка. Я говорю, да, это по Франции был уже в отряде сопротивления, и его фотография во Франции, я ее таким молодым, красивым таким, я вот хожу тоже. Хожу. И студенты ходят мои, мы фотографируемся. Конечно, это не так много, скажу. В общем-то, сейчас все больше поколение хуже и хуже знает своих предков, да, своих, те, кто был, ну, вот прадеды еще начинают там где-то вспоминать, где воевал, что осталось. Они приносят, конечно, документы, мы там и снимаем, даже письма некоторые у нас передали в музей. Письма с фронта. Но, тем не менее, хотя в рамках начальной школы, в рамках курса «Окружающий мир» у нас есть проект «Моя семья», где мы древо семьи рисуем там до 8-го поколения. Просто мы вот с детками это проходили. И скажите, пожалуйста, буквально нашумевшее, не знаю, слышали, нет, один очень популярный среди молодежи исполнитель Моргенштерн тут высказался, да? Как вы относитесь к этому высказыванию? Вы знаете, мои студенты ведь тоже спрашивают. Вот студентам, конечно, у некоторых большой кумир он, да, для них там вы знаете его, вы знаете, там они ведь все время говорят, вы хорошо истории знаете, а вот современных там и футболистов, и композиторов, и там бардов, и, в общем-то, очень, я хочу сказать, что я старой закалки человек, не могу принять. Многое не могу принять. Я понимаю молодежь, конечно, то, что там нравится, я всегда прослушаю, там посмотрю. Высказывания какого рода? Скажите мне, пожалуйста, еще что. Про то, что он сказал, что
Я не понимаю, почему уделяется такое большое внимание теме Великой Отечественной войны. Неужели нашей стране больше нечем гордиться? Да, я поняла. Вот именно это. Да, То же самое я когда-то слышала, и Собчак говорила, а зачем столько погибло в блокадном Ленинграде, когда надо было сдать. Это тоже ведь ее слова были. Для меня это неприемлемо. Вообще, я не понимаю. Мне кажется, это подвиг. Это больше надо детям рассказывать, чтобы они гордились нашим прошлым, да? Вот правильно говорят, что изучая предков, сознание меняется наших подростков, да? И изучая предков, узнают они себя, действительно. Потому что, ну, когда вот фильмы мы тоже обсуждаем, ведь эти фильмы сейчас вот современные, не знаю, они очень хорошо. Даже мы ходили с группой даже, и на Т-34 ходили. В общем-то, я считаю, что надо смотреть, надо им рассказывать. Я про своего деда тоже рассказываю. Им рассказываю судьбу такую. Они говорят, очень интересно, так интересно, как попал. Я говорю, судьба вот такая, видите, церковное имя дали. И это имя спасло его во Франции. Его бы он никогда бы, может быть, и не вернулся оттуда. И еще, Галина Богдановна, у нас в рамках обновленных ГОС есть такая тема, как урок в музее, проведение уроков в музее. И в этой связи у коллег возникает полемика. Собственно, а кто должен проводить эти уроки? Музейные работники, либо же учитель истории? Как вы думаете? Ну, знаете, мы с музейными работниками проводили бинарные такие уроки, ну, как бы не бинарные, а совместные уроки. Приглашала я Валентина Алексеевна Сова была, мы проводили гражданскую войну, она тоже рассказывала. Вот. Ну, если есть такая возможность, вот не у каждого ведь музей такой есть по Великой Отечественной войне, мы используем все на уроке истории, когда идет тема по Великой Отечественной войне, конечно, я могу обратиться, вот посмотрите, да и потом у нас есть что показать, много что есть. И интерес, конечно, большой. Потому что те, кто не занимается у меня, моей группы, и приводят на экскурсию, они сюда, ой, даже в перемене зайдут, ой, какой музей, может посмотреть, я говорю, заходите. У нас сентябрь, там, если они на практике, они не посмотрели там, или, ну, стараемся, чтобы все группы прошли, и увидели, что у нас такой музей. Мы говорим, что это гордость нашего. То есть совместно. В любом случае, если мы говорим про урок, то это должно быть совместно. Учитель плюс музейный работник, да? А можно мне тут? Нет, да, конечно. Нет. Ну, как учитель музейный работник, если это мы создали музей, да? Нет, Галина Богдановна, мы имеем в виду не только музей в школе, но вообще в целом музей. Конечно. Вы понимаете, что интересно, что когда я смотрю, какая их реакция, какие вопросы, да, я понимаю, что-то мы не додали, может быть, да, где-то наши огрехи, да. Вот, очень интересно, я всегда хожу тоже в музей, вы знаете, действительно, музейные работники, вот Валентина Алексеевна иногда говорит, что больше всех вот из училищ ваши тоже, все ваши группы ходят, сейчас, конечно, пандемия, а так мы ходили, получали как бы, бонусы такие хорошие, что мы посещали часто музей, приводили детей, группы приводили. И вплоть до того, что даже иногда предлагали раньше, что у вас так много групп ходите, может быть, вы сводите там туристической поездки, раньше это было все, конечно. Смотрели, что, как себя ведут группы в музее. Но тоже сейчас вот у них тоже меняется, не просто рассказывают, они задают вопросы, и у них как бы такие... Интерактивы, да? Очень, даже очень интересно бывает, очень интересно. Я сама познаю тоже, я в музей хожу, когда тогда была выставка десанта в Кожле, Печорского района. Для меня это, конечно, тоже тема. Я потом рассказываю на уроке, и потом не классное мероприятие, потому что многие ведь не знают, что, оказывается, за прошлым был десант в Кедровом Шоре, это Троицко-Печорском районе. Для них это тоже такое удивление. Вот. Я считаю, что обязательно должен быть преподаватель в музее, обязательно. Потому что мы узнаем, сами познаем, постоянно учимся и видим детей, как они воспринимают эту информацию, что они узнают и какие вопросы задают. Мне всегда интересно, что там ответят. И даже пусть приходят у нас в службы занятости, да, обществознание урок, да, вот идет. Они говорят, мы будем, может, разрешите, там придут, Станислав рассказывает, и она их спрашивает все там, интересуется, и говорит, надо же, вот группу у вас хорошо знают вообще. Я сколько ходила, вот так по учебным заведениям знаю, там отвечают.
Ну, может быть, То есть только совместно все-таки, да? Да. Екатерина Анатольевна, вы добавить что-то хотели? Да, я же тоже руководитель музея, ну, школьного, правда. И недавно была на собрании руководителей школьных музеев города Сыктывкар, и там приводили как раз-таки статистику. И дело в том, что чаще всего музеем школьным руководит именно учитель истории. Да. То есть здесь происходит вот совмещение двух этих должностей: начальник музея и учитель истории. Поэтому, мне кажется... Все вполне логично, да? Да. Ну, а если мы говорим про именно внешние музеи, как Национальная галерея, как или Национальный музей Республики Коми, то, соответственно, здесь уже действительно совместно, потому что не всегда и учебную цель ставят. Согласна, коллеги. Да. Ну, иногда даже всякое бывает, и в другие музеи ходили, политрос там, ну, я же говорю, на что больше обратите внимание, что для нас актуально, понимаете? Понятно. Там даже, когда мы ходим в музей просвещения. Галина Богдановна, я поняла, что с вашей темой вы на нашу международную конференцию историков просто уже не просто готовы, а уже готовы выступать. И отдельную секцию, наверное, нужно все-таки будет истории Великой Отечественной войны запланировать. Очень интересно было, да. Хорошо, спасибо большое. А мы, коллеги, переходим к нашему последнему Можно я сниму маску? докладчику, да, в рамках доклада можно. Екатерина Анатольевна, у нас учитель истории обществознания, школа номер 43, города Сыктывкара. Пожалуйста, вам слово. Сейчас я включу презентацию. И... Ну, поздороваться я уже успела со всеми, только те, кто с нами онлайн. Приветствую, конечно, коллеги. Тема моя — формирование образа национального героя в отечественных учебниках как советского, так и постсоветского периода. Учебники постсоветского периода брала конкретно те, которые нам представлены в федеральном перечне учебников, то есть чтобы как раз-таки говорить уже о современности. Когда мы говорим о воспитании подрастающего поколения, мы можем сказать, что воспитание человека невозможно без каких-либо идеалов, без положительных примеров. То есть своих детей мы взращиваем на истории тех людей, судьбы которых тесно связаны с судьбой нашей страны. Это выдающиеся личности, неординарные, глядя на которых, читая историю которых, мы можем восхищаться, можем пропитаться вот этим чувством уважения. И действительно, эти люди могут стать для нас какими-то духовно-нравственными ориентирами, что сейчас в государственной политике в области образования вот продвигается как раз-таки. И если мы обратимся к историко-культурному стандарту, то мы найдем там такие слова. Особенно важно, чтобы в учебниках, на уроках истории было отражено присутствие человека в конкретных событиях. То есть здесь мы говорим, да, об историко-антропологическом подходе. И вот я выделила зелененьким цветом как раз важно показать интересы и устремления, ценностные ориентиры и мотивы поведения людей. Мне стало интересно, а как вот это отражено действительно в наших учебниках и как это было отражено в учебниках советской эпохи, потому что но я вот когда росла, очень часто бабушка, мама рассказывали о том, как они учились в школе. У нас в семье очень сильно любят историю, и вот эти вот рассказы о героях Великой Отечественной войны, о детях-партизанах всегда вот так вот воодушевляли. И когда я сама встретилась с этой темой на уроках истории, я поняла, что мне вот того, что в учебниках истории написано, мне это недостаточно. Просто даже как ученику 11 класса. Кто такой национальный герой вообще? Национальный герой — это тот, кто важен для отечественной истории. То есть это человек, который встретился с какой-то кризисной ситуацией, которая угрожала вообще национальному самосознанию, существованию самой страны. Это человек, который взял на себя большую долю ответственности в кризисный момент для государства. И в качестве личностей, по которым я проводила сравнительную характеристику, я выбрала таких людей, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин и, соответственно, Дмитрий Пожарский, Александр Васильевич Суворов, высота несравненная, конечно, в нашей истории, Михаил Иванович Кутузов, ну и как раз-таки вот герои Великой Отечественной войны, в особенности дети. Почему? Потому что мы же рассказываем историю детям. Здесь вот как раз этот эмоциональный интеллект, когда ребенок думает, а что бы я сделал на его месте? Ведь он такого же возраста, как я, а может быть даже еще младше. Самый страшный вопрос. Да. Но мне кажется, вот этот самый страшный вопрос, наверное, на уроке истории, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, должен задать себе абсолютно каждый человек. По Александру Невскому, что я обнаружила? Здесь у нас представлены советские учебники, очень кратко.
Очень кратко, никаких практически личностных характеристик не отмечено, то есть констатируется факт о том, что вот участвовал в таких-то битвах. Вот Алексеев, например, говорит о том, что ранил хвастливого шведского полководца в лицо. И Нечкина с Лейбенгрубом, несмотря на то, что у них достаточно хороший учебник, интересный его, интересно читать, они говорят о том, что заслуга все-таки Невского в том, что он разгадал тактику врага. И вот здесь вот, концентрирую внимание, быстрое и умелое действие Александра Невского подчеркивается. Мы увидим, что еще один исторический деятель описан абсолютно тем же образом, даже те же самые слова. То есть как он рос, какой личностью он был, какие качества в нем были заложены. Вот то, что мы в историко-культурном стандарте современной эпохи, да, рассматриваем, вот этого немножечко не хватает. Но у Шестакова, опять же таки, я здесь отмечу, что это 4 класс. Здесь возрастную психологию тоже нужно учитывать. Если мы обращаемся к современным учебникам под редакцией Таркунова, вот сегодня как раз доклад был про игру о Петре Первом, тоже на этой же линейке основан. Здесь достаточно уже широко и ярко описывается личность Александра Невского. Указываются и личностные характеристики, и его собственные интересы, и как он проявил себя в боях, и документы различные исторические как раз-таки на эту тематику включен в контекст учебника самого. Андреев и Федоров тоже современный учебник. И вот здесь меня что поразило. Они ограничиваются фразой «самый прославленный защитник новгородских земель». Не отечества, не русской земли, да, новгородских земель. Дмитрий Донской. 3 советских учебника: Шестаков, Панкратова, Анна Михайловна, Алексеев. Вообще не упоминается об этой личности в учебниках, но вот у Нечкиной о Донском написано. И вот как раз-таки о чем я говорила, что о Невском то же самое пишется и о Донском. Но здесь это идеология. Это идеология и отношение как раз-таки к личности и к вопросу о том, например, тот же самый Невский, можем ли мы назвать его вообще национальным героем, да? В том случае, что он пошел на мир с Ордой. Учебник под редакцией Таркунова, опять же таки. Достаточно немного личностных характеристик, рассказывается о том, как Дмитрий Донской себя все-таки проявил. Но вот тут вот, что мне стало интересно, одним из главных качеств, которые отмечают авторы у Дмитрия Донского, это качество неповиновения. Вот как рассматривать это качество? Оно положительное или отрицательное? Тоже встает достаточно такой интересный вопрос. Как ребенок, 6-классник, должен к этому отнестись? Пчелов, Лукин достаточно хорошо написан, это тоже современный учебник, вон видите, да, инновационная школа, федеральный стандарт, историко-культурный стандарт, все на обложке, да, вынесено. Здесь как раз-таки подчеркивается вот эта связь с религией. И уже говорится, что Донской-то он все-таки незаурядный, талантливый полководец. Минин и Пожарский. Вот это, наверное, среди всех личностей, которых я характеризовала на основе анализа всех учебников. После Жукова, вот это, наверное, 2 личности, которые наименее представлены вообще во всех учебниках. То есть о них сказано достаточно скудно, несмотря на то, что эти люди практически сохранили наше государство во время смуты. И вот мне кажется, что это как-то несправедливо с исторической точки зрения, да. Наиболее такая яркая оценка вот у Алексеева. Это учебник тоже, по-моему, для 4 класса, боюсь соврать, конечно. Дмитрий Пожарский, храбрый и преданный родине князь, Козьма Минин. Его уважал народ за преданность родине, прямоту и ум. Что пишет Нечкина? Нечкина отмечает, что Пожарский был опытным воеводой, и в то же время она отмечает такой факт, что Козьма Минин, чуть ли не единственный факт о нем, был торговец мясом. То есть насколько это важный момент в рассказе о Козьме Минине, тоже вопрос такой интересный. Пчелов и Лукин. Верность слову была отличительной чертой Дмитрия Михайловича. Как-то особо о Козьме Минине там не говорится. Наиболее ярко представленная личность Александр Васильевич Суворов во всех учебниках, что в советских, что в современных. Но это естественно, это герой. Вот тут уже без сомнения, потому что когда я говорю о том, кто такой национальный герой, у меня сразу в голове это Александр Васильевич Суворов. Что они... В интернете столько такое появляется. Ну, в интернете, да, конечно. Что... Очень. Здесь
достаточно ярко описывает эту личность. Говорится о том, что Суворов был очень близок к народу, к солдатам, чем завоевал авторитет. Все тяжести своей жизни он переносил вместе со своим обычным солдатом, да, со своим войском. Но делается вот эта идеологическая оговорочка о том, что, конечно же, Суворов, он сын дворянского класса. Но несмотря на это, что сейчас Советский Союз, несмотря на это, мы все равно чтим его подвиг, признаем его великим полководцем. Но это же вот идеология, отношение классов, да. Опять под редакцией Таркунова. Вот если тут посмотреть, вчитаться в то, что здесь написано, выделена отдельная рубрика «Честь и слава Отечества». Рассказывается о Суворове, но вот когда я читала об этом, опять же вот эта клишированная фраза о том, что он был болезненным мальчиком, которая везде, ну, конечно, она и нужна, что проявился характер его, конечно, в этом, да. Но, опять же таки, вот военная служба, смотрите, 7-летняя война, Кунисдорф, русско-турецкая война, Рымник, ну, вот это, да, вот то, что он стал князем, итальянские и швейцарские походы, генералиссимус, то есть никакой он был человек. Как он таким стал? Как он завоевал поддержку народа, любовь народа? А какие награды он получил? То есть вот этот вот акцент, он смещается, к сожалению, на мой взгляд. Ну и вот у Пчелова и Захарова, это современный учебник, на мой взгляд, прям вот замечательная характеристика, такая, мне кажется, прям близко к идеалу представлена вот этой личности в категории «История в лицах». Со всех сторон рассмотрен. И интересы, и отношения с людьми, и какие книги он написал, и где он поучаствовал, и как закалился его характер. То есть вот обо всем, когда читаешь, тебе становится интересно, ты думаешь, да, я горжусь, что в моей стране вот такой человек был. И закончу свой доклад на чем? На Великой Отечественной войне. Вот это то, что трогает меня прям очень сильно, беспокоит меня очень сильно. Учебник Анны Михайловны Панкратовой приведен для сравнения. И опять же таки Таркунов у Арсентьева и Данилова. Все советские учебники очень глубоко, очень ярко, очень душевно рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Если указан герой, имя героя, рассказывается о том, какой подвиг он совершил. Здесь же Анна Михайловна Панкратова, советский историк, что пишет в своем учебнике? Советский народ не забудет имени одной из первых партизанок, московской школьницы Зои Космодемьянской. Она ушла в партизанский отряд, дальше говорится, что вот она пыткам хищническим этим чудовищным подверглась. Но ничего ее не сломило, ее духа, советской патриотки. Вот учебник прям наполнен словами патриотизм, патриотизм, патриотизм. На месте казни Зоя обратилась к крестьянам с горячим призывом уничтожить фашистов. «Не бойтесь, — говорила она, — с нами Сталин, Сталин придет». То есть вот все, что вот она сделала, вот в этом коротком отрывке сказано. Что в современном учебнике о Зое Космодемьянской написано? В январе 1942 года стало известно о мученической смерти в подмосковном селе Петрищево бесстрашной партизанки Тани. Ее имя в скобочках Зоя Космодемьянская было установлено позже. Совсем уже все материал. Да, то есть в современных учебниках в некоторых даже не упоминается о молодой гвардии. Перечисляются имена тех же Вали Котика, Лизы Чайки, простите, Зины Портновой, только в контексте того, какие награды они получили, звание Героя Советского Союза. Все. Что они сделали? Нет. И вот подходя к выводу, что хочу сказать. Несмотря на то, что в советских учебниках менее кратко написано о героях дореволюционного периода, а в наших современных, наоборот, это более ярко, более широко описывается, все-таки советский учебник в плане раскрытия материала Великой Отечественной войны, он, наверное, выигрывает. И вот здесь мы подходим к мысли о том, что учебник, как вот самостоятельное средство, только для использования на уроке, как единственное средство, он несостоятелен практически. И вот живое слово учителя, да, как говорил великий Василий Павлович Золотарев, и говорит до сих пор своим студентам, вот применение различных технологий, о которых нам сегодня рассказывалось в докладах замечательных педагогов, без этого никуда сегодня. Все, спасибо большое за внимание. Екатерина Анатольевна, спасибо. Действительно, очень обращаем на это внимание, что действительно современные учебники, они одним учебником не проведешь урок, и действительно невозможно
целиком и полностью осветить то, что происходит сейчас в современном мире, в современных, ну, то есть, что происходило в истории. Коллеги, я очень благодарна всем, кто у нас подключался. Я предлагаю, Екатерина Анатольевна, выступить вам со своим докладом на ближайшем РМО учителей истории обществознания, потому что оно будет посвящено как раз новому федеральному перечню учебников, и нашим коллегам надо и знать, и слышать, и оно будет очно, у нас будут задаваться вопросы. И, коллеги, хочу вас сразу анонсировать, что всех, кто у нас сегодня принимал участие, мы будем приглашать на отдельные встречи для учителей истории, для того, чтобы вы могли раскрыть свою тему более широко. Коллеги, нам уже, к сожалению, заканчивается время нашего общения, но я очень рада. Наше сегодняшнее небольшое даже вот такое участие, Радик Хамитович к нам опять подключился. Я понимаю, что учителям истории пора встречаться, и наша все-таки идея проведения очной конференции, она очень нужна, и поэтому, коллеги, ждите информационных писем, в феврале месяце мы будем с вами встречаться. На этом мы заканчиваем трансляцию. Спасибо всем большое за внимание. Всего доброго, коллеги. До свидания. До свидания. Большое спасибо всем выступающим.